Не знаю. Это в Суфу место мало было. Да, Суфу место мало. Да? Нет, здесь у нас свободно было. Добрый день, уважаемые друзья. Для меня непривычно, конечно, сидеть в президиуме. Меня зовут Надежда, по отчеству меня зовут Надежда Моисеевна Наговицына, но я, как, скажем, человек, который работает с общественниками, с молодежью, с детьми, с некоммерческими организациями, я бы очень хотела с вами подружиться, познакомиться, и я представляюсь перед вами как Надежда. Вот. Мы пришли к вам с одной такой идеей, и для того, чтобы с вами познакомиться, поговорить, и, скорее всего, с участием нашего гостя, который уже прилетел к нам зимой уже во второй раз, потому что Алексей Матвеев, он про себя познакомит, прилетел к нам тоже в феврале, было очень туманно и холодно, и мы его пригласили в декабре, и так получилось, что тоже туман, минус 38 градусов. Вот. Я представляю некоммерческую организацию, фонд, единый ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций, развития гражданских инициатив Республики Саха-Якутия, есть такой фонд. А если вообще говорить про Якутию в целом, да, у нас на огромной территории 2247 некоммерческих организаций зарегистрированы. То есть представьтесь, люди активные объединились в инициативные группы, им стало дополнительно, помимо основной работы, хозяйства, сельского хозяйства, там, ухода за животными, там, коровами, лошадьми, они решили, что они хотят улучшить этот мир разными способами. И все открыли, зарегистрировали свои некоммерческие организации. Это фонды, благотворительные фонды, ассоциации, общественные организации, добровольцы. То есть это люди, которые имеют перед собой устав, где прописано, чем они занимаются: экологией, защитой животных, волонтерством, спасением там, людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Да? У нас две некоммерческие организации, представляют сразу две организации. Это вот единый ресурсный центр, куда приходят, кстати, молодежь тоже к нам приходит. У нас есть молодые ребята, которые являются нашими агентами, нашими резидентами, которые приходят к нам с идеей, а потом через нас выезжают в разные грантовые конкурсы, о которых расскажет еще Алексей, и выигрывают гранты, приезжают сюда уже сейчас, когда мы сидим здесь, учимся и замерзаем, может быть, да, они реализуют прекрасные социальные проекты. И у каждого у вас сейчас, жалко, что мне не 14 лет, и жалко, что мне уже не 35 лет, я старше, поэтому я вышла из категории молодежи, Алексей. Вот. И если бы у меня была такая возможность принять участие в грантовом конкурсе Росмолодежи, где дают миллионы денег на банковскую карту для того, чтобы я реализовала социальные проекты. Узнала ли я об этом еще год назад? Я бы действительно что-то делала бы, но я работала в этой некоммерческой организации, наоборот, всех спасала, всем говорила, что у Росмолодежь есть разные конкурсы, но оказывается, вот было бы мне сейчас, вот, да, в категории молодежи, я бы действительно в каждом конкурсе участвовала, привлекала бы ресурсы для развития своей территории, своих студенческих инициатив, молодежных инициатив. Поэтому вы сейчас действительно, и площадка, которая у нас называется очень правильно, время молодых. Сейчас время, которое вы можете использовать, заявить о себе и стать не только активным таким общественником и реализатором социальных проектов, но еще стать и экспертами этого прекрасного сообщества Росмолодежи. Поэтому наша задача сегодня для вас прояснить, объяснить, поговорить какие-то насущные проблемы открыто, неформально. Президиум нам, конечно, не нравится, но раз посадили, так посадили. Вот. Поэтому вообще мы хотим с вами открыто, неформально вот так вот поговорить. И вы потом, когда найдете в Инстаграме, обязательно найдите нашу организацию «Единый ресурсный центр», найдите там социальные ролики, когда мы показываем, и наши резиденты рассказывают, как они пришли к нам с ножками в Единый ресурсный центр на Куршова 24, пришли с идеей, а вышли с проектом, поехали на Тавриду, в Крым, на море, и защищали там проекты, и приехали уже сейчас
своими большими деньгами, так скажем, суммой денег, и сейчас они уже приступают реализовать социальные проекты. Вот. Кроме того, у нас есть вторая организация, это фонд «Семья для ребенка», и с этим наш фонд «Семья для ребенка» тесно тоже сотрудничал в вашем первичной профсоюзной организации студентов. Это фонд, который занимается выпускниками, воспитанниками детских домов, потому что есть такая категория детей, лиц, которые имеют такой статус, если считать детей по обеспечению родителей, и наш фонд уже с 2013 года реализует различные проекты для того, чтобы этим детям была оказана и правовая, и психологическая, и социализирующая помощь. Вот. И вообще, если на самом деле говорить, сейчас внимание уделяется не только поддержке молодежных инициатив, еще сейчас уделяется огромное большое внимание общественным организациям. И когда у нас, помните, да, был такой председатель правительства, достаточно молодой, это Владимир Викторович Солодов, и он еще сам говорил о том, что надо сделать так, чтобы студенты не только писали проекты и выиграли гранты, но еще на выходе из университета, института, там, факультета имели свою общественную организацию. Создание некоммерческой организации – это вообще высший пилотаж. Я абсолютно не агитирую вас сейчас побежать к юристу и Минюсту для того, чтобы зарегистрировать организацию, но над этим можно подумать. Если у вас рядом с вами есть люди, которые вместе с вами в команде хотят что-то улучшить, что-то изменить, спасти там Байкал, Рикулена, там лисичек, там собачек, либо спасти там бабушек, дедушек, посадить деревья, но для этого нужны ресурсы, а для этого нужна команда, нужны помещения, нужен транспорт, нужны проездные расходы, а все это можно заложить сейчас в социальные проекты, и этому лично я, мои коллеги, наш фонд «Единый ресурсный центр» этому обучает. Я хочу сказать, что вы сегодня ушли с такой вот мыслью, может быть, да, что оказывается есть Единый ресурсный центр поддержки некоммерческой организации развития гражданских инициатив, куда я могу обратиться, позвонить, прийти, показать свои идеи, поговорить с нами. Я абсолютно адекватна, ни на кого не кусаюсь, я абсолютно в доступном языке могу рассказать и помочь, чтобы ваша идея, может быть безумная, может быть разумная, она превратилась в шикарный социальный проект. Мы можем помочь его с помощью наших часто приглашаемых, привлеченных экспертов поднять качество вашего проекта, чтобы поднять вероятность того, чтобы выиграть грант, чтобы вы с уверенностью понимали, что все, что от меня зависящее, я сделала, а вот почему-то не дали или дали. Да? Вот, Алексей. И вот сегодня на самом деле вот эти вот 2247 прекрасных некоммерческих организаций, общественных организаций, они участвуют в разных грантовых конкурсах. То есть когда мы учимся, я тоже училась в университете, но это не был тогда северо-восточный, а это был Якутский госуниверситет, так он назывался. Я закончила 2 факультета, это был факультет психологии, он стал потом институтом психологии, потом я завершила юридический факультет, поэтому получила ВЕГУ и СВФУ, так скажем, да, 2 высших образования. Вот, поэтому, когда мы все занимаемся какими-то своими вопросами, но при этом у всех у нас в глубине души, в сердце все равно есть идея, почему так не делают, правильно вот эту проблему не решать, почему-то не так происходит. Поэтому сейчас действительно ваше время, время молодых, когда вы действительно можете вытащить из сердца, из души ту наболевшую какую-то боль, проблему, и можете с помощью такой технологии, как социальное проектирование, участвовать, развиваться и самореализоваться. Это абсолютно верно, и только что Алексей очень верно сказал, мы встречались сейчас до вашей встречи, с нашей встречи с вами, уже с вашими преподавателями, проректорами вузов и СУЗов, и мы очень правильно донесли до них, что действительно участвовать в разных тавридах, форумах молодежных, там Байкал, Амур, можно найти очень много друзей, можно очень много для себя узнать, найти ресурсы, быть более продвинутым, потому что на самом деле общественная организация – это очень здорово, потому что я работала и в органах власти, работала и в госучреждениях, и понимаю прекрасно эту дорогу, что если бы я в 14-летнем возрасте знала, что такое социальное проектирование, знала, что такое гранты, я могу привлечь ее не только в свою некоммерческую организацию, но и в свою личную банковскую карту, и буду ею управлять, приобретать что-то необходимое для
для решения проблем, это было бы очень здорово. Поэтому я хочу, чтобы вы действительно не только писали курсовые дипломные, не только там учили там СРС или там какие-то лекции, семинары, да, но при этом у вас сейчас есть огромная возможность, используя все технологии, в том числе и цифровые, развиваться и быть намного продвинутыми и, самое главное, быть значимым человеком, жителем своей республики и страны. Вот. У нас команда большая единого ресурсного центра. Я бы очень хотела, чтобы с вами лично познакомиться. И на самом деле вы сейчас все усваиваете информацию. На самом деле вы сейчас уже агенты информации, той, которой мы сейчас будем говорить. И ваша задача, уже выйдя из этой аудитории, когда мы с вами завершим наш разговор и встречу, прийти вечером, может быть, в общежитие, может быть, домой, может быть, с кем-то вы в кино идете, да, на свидание идете, вы расскажете своим друзьям, знакомым, близким о том, что а ты знаешь, что есть, оказывается, такие огромные возможности. Мы можем вместе с тобой уже решить какую-то такую проблему. А давай для этого что-то сделаем. А может быть, в том числе сходим в единый ресурсный центр, позвоним федеральным экспертам, им напишем, мы с тобой, возможно, летом на Тавриду в Крым поедем. То есть, понимаете, то сейчас появляется уникальная возможность. К нам тоже вот летом в мае, когда уже наступило наше, вы все прекрасно знаете, что 22 мая это наступление лета в Якутии, пришла к нам Алиса Савина-Долгунова, это виртуоз хумусистка, которая сама занимается профессионально хумусом, но так хотела помочь детям Арктики, где нет интернета, где нет таких специалистов, которые обучают фольклору. Она так хотела помочь этим детишкам. Для нее это была боль, так как она профессионально этим занимается, но у нее были возможности в Якутске, но она знала, что прекрасно выезжая в различных гастролях, что там нет возможностей. Что она сделала? Она пришла в единый ресурсный центр, она подала заявку на Арт-Тавриду в Крым, она написала, пришла с очень доступным языком, сказала, что у меня есть идея, у меня есть в голове проект, но я никак не могу правильно его сформулировать, помогите. И с такой болью и душой она пришла, мы помогли ей упаковать проект, записать правильно видеоролик, потому что для нашего саха-менталитета, я честно скажу, я сейчас, может, уверенно выступаю, но у меня было тоже время, когда я действительно и на камеру не могла смотреть, а потом было время, сейчас я могу даже без подготовки зайти в НВК Саха, стать перед камерой, сейчас стою здесь, с вами общаюсь с микрофоном, вот поэтому мы и учили, допустим, как на камеру всего лишь за 3 минуты или за целую минуту правильно рассказать про свою идею, чтобы на той стороне люди, которые сидят в президиуме, в жюри, так скажем, да, эксперты, поняли, какая прекрасная идея, какой хороший проект, давайте ей дадим грант, потому что люди приходят с замечательной идеей, с прекрасным проектом, но все мы обламываемся вот эту вот защиту проектов. Это наши тоже особенности, потому что мы северные, мы закрыты. Я как психолог абсолютно понимаю и понимаю, что имеются такие вот барьеры. Вот. И Алиса действительно это наш резидент, амбассадор, которая улетела, уже подготовлена, уже с уверенностью улетела нас, потому что у меня проект с помощью наших экспертов упакованный, она улетела в Крым, и она выиграла 699 тысяч рублей, и она сейчас уже с помощью своего гранта, в который она заложила в бюджет проекта, проездные расходы в Момский улус, в Улунский улус. Вы представляете, что она на средства своего гранта приобрела наборы хомусов, которые она будет раздавать детишкам, маленьким арктическим детишкам, и эти дети будут заниматься прекрасным ремеслом, как хомус. Вот видите, человеку не сидится на месте, поэтому сейчас уже думайте, что бы я сделала, куда бы я летел. Вы все можете на самом деле, разные проекты сделать, и на поезде прокатиться, и на самолете, и на море, и все что угодно. Уникальные возможности перед вами представлены. Время молодых, честно. Алексей, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мне действительно очень приятно второй год приезжать в Якутию. Я, конечно, очень мечтал про лето, но спасибо, что пригласили хотя бы зимой. Но на самом деле, правда, пока едешь очень холодно, но когда общаешься с коллегами, с якутскими жителями, правда, очень тепло. И надо сказать, что с прошлой нашей встречи в течение года не раз всплывали в голове какие-то
какие-то истории, какие-то байки, проекты, которые озвучивали жители Якутии, да, когда мы общались по Зуму с улусами. Надо сказать, что в этом смысле Якутия такая лакмусовая бумажка, но для меня была. Вот, знаете, самые, говорят, лучшие человеческие качества проявляются в самых суровых условиях. Ну, не зря очень много фильмов про любовь на самом деле про войну, да, потому что в таких суровых историях, как война, всякие любовные истории, ну, так хорошо проявляются, ну, в лучшем виде, лучшее качество человека. Так вот, когда общаясь по Зуму через единственную интернет-точку в отдаленных муниципальных районах в прошлом году, жители выходили и рассказывали, что они пытаются у себя там сотворить через эту единственную интернет-точку, как, находясь в таких суровых условиях так далеко, они видят масштаб страны, они планируют выезды, они планируют путешествия по стране, они находят героев своей маленькой земли, которые оказались в других странах и посещают их могилы сейчас. Какие-то просто невероятные истории, собирают деньги, печатают книги, сохраняют бренд своих уникальных улусов территорий локальных. Вот это было грандиозное впечатление, потому что вот в таких суровых, непростых условиях, не только климатических, но технологических, когда мобильная связь не всегда, когда интернет не всегда. И такие были качественные проектные инициативы, такие были серьезные задумки, что как бы это дает фору, да, жителям всей страны. Если у вас здесь так жизнь кипит, и есть такая жажда, да, лучшей активной жизни, хороших изменений, повышения качества жизни на всех территориях Якутии, то это большая мотивация, конечно, и большая фора всем жителям нашей страны. Поэтому я, правда, с радостью и с таким теплым сердцем к вам возвращаюсь. Как и любой проект, мне сказали, что вы тут все большие победители, опытные, да, в чем прелесть проекта, что он всегда очень эффективный, уникальный, локальный. Почему? Потому что он очень точно рассчитан под целевую аудиторию и запрос целевой аудитории. Поэтому, конечно, хочется, чтобы время, которое мы с вами проведем вместе, было толковое, и формальное, поэтому, конечно, нужно понять ваш запрос, на какую встречу пришли вы, с чем вы пришли, да, чтобы мы как-то плодотворно друг с другом поделились той информацией, тем мнением, да, которое нам поможет быть интереснее и эффективнее в своей жизни. Вот, на самом деле нас очень мало, стол у нас довольно большой, но нас при этом довольно мало. Я бы предложил несколько раскрепостить атмосферу этого парадного зала ученого совета, несколько сбить сегодня клише да, деловых по тону разговоров в этом зале и сделать нашу встречу, насколько это возможно, да, максимально неформальной. Вот, потому что раз уж вы пришли, наверное, что-то вы хотели узнать. Я предложил, у вас есть микрофоны на столах, можно их размутировать, наверное. Давайте очень быстро все-таки познакомимся, так правда будет и мне проще. Я понимаю, что вы, наверное, друг друга всех знаете или не знаете, а может быть и не знаете, всякое бывает. Или знали, но с другой стороны, а сейчас вы знаете, что ты из вас руководитель какого-нибудь волонтерского объединения, некоммерческого проекта и так далее. Давайте очень кратко представимся и расскажем, да, чего мы делаем. И раз уж мы в повестке Росмолодежи, каких-то грантовых конкурсов и написания проектов, то буквально одно слово о том, есть ли этот опыт, да, и какой вообще есть запрос, чего хотим. Спасибо. Всем добрый день. Меня зовут Анна, я являюсь ведущим специалистом управления студенческим развитием. Тут у нас присутствуют студенты-активисты студенческого координационного совета. Также среди них есть участники грантовых конкурсов Росмолодежи. Ну, мы вот только-только начинаем как бы подавать заявки, изучаем вообще, какие грантовые конкурсы есть. У нас в 2020 году в университете открылся ресурсно-проектный центр, и вот мы с прошлого года, так сказать, начали работу с активистами, ну, с общественными организациями, и у нас теперь открылись несколько некоммерческих организаций, ну, общественные объединения именно студенческие. И тут у нас присутствуют некоторые руководители из них, это как, например, Объединенный студенческий совет общежитий. Алексей не смог подойти, Семен Калмыков, заместитель председателя, присутствует, но они сами себя представят. Есть еще студенческое научное общество, Игорь Данилов, наш тоже студент, и добровольная народная дружина, тоже председатель присутствует, и объединение молодежных организаций «Земля Жестра», ЗЕМА присутствует.
Вот 4 такие крупные организации у нас есть. Ну, ребята, может, какие-то вопросы есть, пожелания? Давайте, руководители, сначала выступим, да? Игорь, может, кто-нибудь начнет? Представитесь. Добрый день. Как меня уже представили, меня зовут Игорь Данилов, студент 4-го курса, обучаюсь в бакалавриате и руковожу студенческим научным объединением. У нас организация занимается популяризацией науки среди студентов, проведением научно-популярных мероприятий, а также поддержкой студентов, которые занимаются активно наукой. У нас присутствует Акбермет Эргешева, председатель студенческого научного общества Института языков и культуры народов Северо-Восток Российской Федерации. Так у нас по всем подразделениям учебным у нас функционируют такие студенческие научные общества, которые в свою очередь на местах поддерживают студенческие начинания именно в сфере науки. По науке мы такового опыта написания, участия в конкурсах по социальному проектированию не имеем, но студенты, которые занимаются наукой, они работают в качестве исполнителей научных грантов непосредственно, да, что тоже нужно брать во внимание. Но сейчас мы как общественная организация, как некоммерческая организация должны будем и участвовать в социально ориентированных грантах. Поэтому с этой точки зрения мы надеемся, что сегодня почерпнем у вас немного больше информации по этому вопросу. Добрый день, меня зовут Эргешева Акбермет. Что касаемо проектной деятельности, у меня есть, скажем так, опыт написания, но нет опыта как раз-таки реализации и сбора команды. Я недавно только прилетела из города Ярославль. Возможно, вы знаете Светлану Астахову. Да, вместе с ними были, и, получается, они нас обучали, как правильно писать, защищали перед федеральными экспертами. Это колоссальный опыт, можно сказать, да? Но что мне хотелось сегодня взять из сегодняшней нашей встречи, так это именно набраться опыта, как правильно вообще собрать команду и как правильно вообще реализовывать, потому что у меня нет такого опыта, и есть такой, скажем так, некий барьер, потому что я боюсь, например, дадут мне 1 миллион или там 500 000, да, а потом я боюсь отчитываться, что-то не дочитать или еще что-либо. И в плане управления проектами тоже хотелось набраться опыта и узнать у ведущих экспертов. Я только сегодня узнала о вашем ресурсном центре, где вы можете поддержать, если есть идеи, да. На самом деле идей много, но как раз-таки нужны такие люди, которые поддержат, помогут. Да, мне очень интересно, спасибо. Ребята, просто можете представиться, из какой организации. А можно вопрос? Меня зовут Вара Василий, активист Земы. Хотел спросить, а физические лица могут подать заявку, не НКО, просто Конечно, для нас очень большие ресурсы. Но мы же с вами довольно молодые, поэтому мне кажется, что очень быстро все схватываете, очень много и так знаете, и так очень много видите, да? Это неплохо, не хорошо, просто это так по сравнению с нашими старшими коллегами. Ну, это же правда так. Поэтому позвольте я накидаю какие-то тренды, какие-то источники, какую-то информацию, какие-то ресурсы и возможности с надеждой на то, что это и может вам пригодиться, да, где-то всплыть и вовремя стать каким-то рычагом и опорой.
Вот хорошо вы так в контексте научной деятельности молодежной о грантовой поддержке тоже сказали, да? Ведь вы, наверное, замечаете, слышите, да, что у нас про проекты уже звучит просто из каждого утюга. Информация от нас все требуют проекты абсолютно на каждом этапе, на каждом шагу. По новому проекту новой редакции образования с первого класса теперь все школьники в школах должны заниматься проектной деятельностью, прививать, понимать проектное мышление и к старшим классам защищать, реализовывать, мало того, что защищать, главное, реализовывать свои проекты. Это будущее уже сегодняшнего дня. Да? В Петербурге, например, таких 2 школы уже есть, где с первого класса детей все обучают, и такие пилоты запущены. Мы понимаем параллельно с этим, что чтобы поддержать нашу научную инициативу, да, и какие-то исследования от нас, что просят? Тоже проект, да, нашей деятельности в будущем, наших научных исследований просят представить в виде проекта. Мы понимаем, что если мы после окончания вуза затеем какой-то бизнес и захотим получить какие-то деньги в качестве поддержки на стартап, то от нас любой ресурсный центр поддержки предпринимательства попросит что? Тоже бизнес-проект. Либо какой-то маркетинг-план, который будет нашим бизнес-проектом. Да? Если чуть-чуть смотрим за новостями федеральными, мы понимаем, что наша страна за последние десятилетия отошла от федеральных программ бюджетных, да, отраслевых на развитие медицины, образования, социальной сферы и работает в этих направлениях по национальным проектам. Нацпроект образования, нацпроект культура и так далее, нацпроект благоустройства. Одновременно с этим, если мы бы знали чуть поглубже, побольше, мы бы увидели, что в администрации президента есть тоже проектное управление, которое занимается внедрением проектных подходов в руководство регионами страны, в развитие отраслей. И в каждом субъекте Российской Федерации при руководстве этого субъекта есть, как правило, вице-губернатор, который является руководителем проектного офиса региона. Задача таких проектных офисов – реализация проектов и внедрение проектного управления в государственный муниципальный аппарат. Поэтому, если так вот, да, проанализировать эту большую нашу федеральную поляну, то понятно, что проект как технология, как формат, как язык, да, как подход, как логика, он сегодня во всех отраслях, во всех видах нашей деятельности. И не зря говорят, что проектирование, проектное мышление – это навык 21 века, потому что 21 век очень быстрый, очень скоростной, и прежде чем браться за что-либо, нужно действительно создать прототип этой деятельности, проект этой деятельности, модель этой деятельности, убедиться на нулевом этапе наших действий, пока мы еще ничего не делали, никакие научные исследования не совершали, никаких социальных преобразований, да, в улучшах не совершали. На нулевом этапе очень важно убедиться в формате проекта, что все, что мы будем делать, будет максимально эффективно, максимально в точку. На все наши действия будет реальный прикладной запрос. Это будет обязательно нужно не в принципе как факт, обязательно будет нужно каким-то людям и будет качественно менять их жизнь к лучшему, будет решать социально-экономические проблемы. Поэтому даже в науке от нас сегодня ждут не просто научных исследований, которые будут, так сказать, открывать какие-то гипотезы, совершать какие-то теории, да? Нам всегда важен прикладной конкретный результат, экономический, социальный эффект, да? Который будет влиять на будущее повышение качества жизни тех или иных граждан на тех или иных территориях. Понимая, что без проектов дальше никуда, нужно просто дать себе оценку, да, что это нужно точно осваивать, в этом надо точно двигаться, потому что завтра жить, работать, учиться, реализовывать свой творческий потенциал, художественный потенциал будет без этого просто невозможно. Да, даже творческим людям сегодня без проектов никак, потому что чтобы твой проект творческий, неважно, спектакль, фильм, книга, сценарий был поддержан, да, тоже необходимо излагать эти культурные творческие продукты в формате проекта, что в отличие от вас творческим коллегам дается адски нелегко,
Да, потому что творческие люди, как большие сумасшедшие художники, всегда важно реализовать себя и просто сделать тот продукт, который им приходит в голову. Да. Вот мне приснилось какой-то гениальный сюжет, я хочу написать книгу, мне не важно, будет она издана или нет. Если я большой художник настоящий, мне не важно, купят ее или нет, будет она пользоваться спросом или нет. Мне важно реализовать, да, свою идею. Мне как режиссеру важно поставить спектакль, чихать я хотел, будут ли аншлаги на этот спектакль или нет, потому что мне важно реализовать, да, собственную идею. Так вот, даже в крайней степени, да, непонимания вот этой проектной логики творческих людей сегодня призывают и обязывают видеть в своих творческих, культурных, креативных продуктах механизм проектный, который может решать те или иные социальные проблемы, экономические проблемы, отраслевые проблемы. То есть даже в творческих индустриях мы сегодня не можем действовать просто так. Да? Я думаю, что все-таки у вас фундаментальный федеральный вуз, и что касается непосредственно технологии, да, проекта, его инструментария, наверное, про это вы все знаете, и, наверное, вы этим пользуетесь и обучаетесь. Правильно я понимаю, что проектный менеджмент, да, и проектное управление вы все осваиваете просто относительно той отрасли, да, и факультета, на котором вы обучаетесь. В таком смысле основу, да, этой философии на примерах бизнес-школ, вы, наверное, все знаете. И мы рассматриваем проектирование, проект как кратчайший, самый эффективный, самый рентабельный путь от любой поставленной сегодня цели к конкретному, понятному, реальному результату, который будет в будущем. И чтобы не тренироваться бесконечно на кошках, да, не делать ошибок, не совершать напрасных движений, не тратить бюджет на ассигнования понапрасному, да, мы сегодня понимаем, что мы сначала все проектируем на бумаге, в облаке, на плакате, на наклейках, да, и только убедившись в 99% эффективности наших будущих действий, мы приступаем к таким действиям. Что касается поддержки таких проектов, да, которые реализуют молодежные инициативы. Мы говорим, когда молодежные инициативы, мы понимаем, что это инициативы молодых людей до 35 лет, от 14 лет, направленные на социально-экономические преобразования. Это не всегда социальное проектирование, да, потому что многие, когда слышат слово «социально», им сразу приходит в голову меры помощи каким-то категориям граждан социальным. Да? Это особенно остро видно на форуме Таврида, где опять-таки все очень творческие, креативные ребята. Они, как правило, на первый день форума Таврида всегда приезжают со своими проектами, которые представляют собой вот те самые будущие книги, будущие фильмы и будущие спектакли променады. Когда им говорят, что от вас ждут не продукта творческого, да, вам дают деньги не на создание спектакля, не на написание книги, от вас ждут проекта, который будет решать через эту книгу, через этот фильм социально-экономические проблемы на конкретной территории для конкретных людей. Так вот, проходят сутки, и тавридовские ребята за ночь делают из своего творческого проекта типа социальный. Как это происходит? Просто зрители, обычные зрители, их спектакли превращаются за сутки в инвалидов зрителей. Вот. А аудитория их видеофильма превращается в аудиторию наркоманов, и фильм становится тем же самым, но профилактическим. Так, обычно, огульно, да, на скаку коллеги воспринимают, что же такое социальный проект, да, и чем отличается от бизнес-проекта, от творческого проекта, научного проекта или образовательного. На самом деле приставка «социальный», она настолько ограничивает в том, что наш результат не может быть отраслевым. Да? Результат нашего проекта не может в отрасли, да, закрепить то или иное понятие, создать то или иное открытие в отрасли как факт. Если мы в отрасли культуры, то мы не можем просто сохранить то или иное культурное наследие, сохранить наследие того или иного творческого человека. Да? Когда мы говорим про социальное проектирование, любой наш продукт, научный, творческий, образовательный, айтишный, цифровой, должен решать социальную проблему. Что такое социальная проблема? Это проблема, связанная с человеком, то есть с качеством жизни человека. То есть, опять-таки, наш научный, творческий, культурный, любой продукт должен повышать качество жизни конкретной кучки людей на конкретной территории. И чем более подробно мы изучаем, анализируем, смотрим статистику, углубляемся в параметры конкретной локальной территории, чем более она локальна, чем больше мы узнаем про конкретную локальную целевую аудиторию,
тем более точным, эффективным становится наш продукт, да, в контексте решения вот поставленной социальной проблемы. Поэтому вот слово «социальный», оно человекоориентированное, но совсем не привязано к таким вот маргинальным формам, которые очень резко негативно влияют на качество жизни. Да? Вот на примере просто творческих людей это особо остро видно. Даже такой фактор, как недостаточно комфортный доступ к качественному культурному продукту на самых отдаленных арктических территориях, это вполне себе социальная проблема. Хотя за ней стоит абсолютно досуговая сфера, без которой как будто можно бы и пережить. Да? На самом деле, если это хоть в какой-то части негативно влияет на качество жизни, то окей, мы можем сказать, что это социальная проблема, за ней есть люди, которым нашим продуктом мы это качество жизни можем повысить, да, снять остроту с этой проблемы. Вот, поэтому не стоит усугублять целевые аудитории, искать какие-то острые социальные проблемы, на которые мы можем влиять своим продуктом. Мы должны просто видеть в конце туннеля всегда жизнь конкретных людей, на которых мы своим научным или любым другим проектом, продуктом будем влиять. Вот. Говоря об институтах поддержки вот таких молодежных инициатив, надо сказать, что их сегодня, ну, если честно говоря, то их слишком много. Вот Надежда Моисеевна, вдохновившись тем, что я говорил про ректорам, упомянула про 14 лет наши с Надеждой Моисеевной. Надежда Моисеевна, они были еще раньше, как выяснилось. Но на самом деле, коллеги, вот мне 33, но если бы мне в 14 лет давали 3 миллиона на банковскую карту по паспорту без юрлица, там на мои проекты, на мои фестивали, я имею отношение к культурной сфере, то это правда была бы другая жизнь. Вот сейчас это я очень честно вижу. Я вам должен сказать, что мне просто криминально обидно, что такие возможности, которые мы сегодня транслируем, рассказываем и имеем, что их, правда, не было там в далеком 2003, когда я был в 9 классе. Это была бы совсем другая история. Это была совсем другая страна. Какие там гранты, какие там миллионы, да, этих и миллионов не имели родители, не имели соседи. А вообще об этом было как-то даже дурно подумать, потому что покрутили бы у виска. Грантовая поддержка вот некоммерческих таких общественных проектов, если про нее чуть-чуть знать, то не участвовать в этом, не вдохновиться, не смотивироваться просто невозможно. За последнее десятилетие государство поддержало многомиллиардным общим бюджетом, да, который исчисляется десятками миллиардов, тысячи и тысячи локальных, маленьких, конкретных инициатив, за которыми стоит просто всегда один неравнодушный человек. Это касается и науки, это касается и социальной сферы, да, и благоустройства, и экологии, и вовлечение в социальные практики молодежи, да, через которых мы становимся неформальными, инициативными, активными гражданами, и нам не чихать на то, что происходит на моей территории, в моем государстве, в моей республике. И учитывая, что, вот, сказать, молодые, значит, вы очень аналитически мыслите, вот просто допустите, что если бы вот такие социальные инициативы, да, проекты, которые делают непрофессиональные проектировщики. Да? Что такое общественные проекты? Это идея какой-то бабушки помочь другим бабушкам. Да? Это идея фанатика, который очень любит животных и переживает за них, спасти животных на своей территории, помочь им выжить, вовремя привить и построить приют. Да? Это люди, переживающие за экологию, которые готовы собрать все пластиковые крышечки на территории Российской Федерации, чтобы спасти всех ежиков на территории Российской Федерации. Вот просто допустите постфактум, да, что если последние 10 лет сотня тысяч таких маленьких человеческих инициатив были бы неэффективны, если бы они были настолько мелкие, что вообще были бы незаметны и не влияли нисколько на развитие территорий, где они присутствуют, и на качество жизни людей, на которых это происходит, если бы они никак не влияли на существующие социальные и экономические проблемы на локальных территориях, на которых они реализуются, то просто допустите, что государство бы эти десятки миллиардов точно не спускало на эти странные развлечения,
да, местных жителей. Надо сказать, что именно вот такой вот инициативный подход, да, к финансированию, когда сначала есть с территории, с земли, да, с отрасли запрос конкретный на решение проблемы, есть человек, который берет за это ответственность и инициативу на себя, есть крутая идея и проект, то есть на нулевом этапе уже все просчитано до миллиметра и есть стопроцентная уверенность в результате, вот в этом случае точечное финансирование имеет грандиозный успех и большую эффективность. И поэтому вот какой из этого вывод? Что, конечно, огромное количество маленьких локальных проектов гораздо эффективнее меняет нашу жизнь к лучшему, решает реальные абсолютно проблемы, реально влияет на экономику локальных территорий, чем любые масштабные федеральные, да, вливания, которые в общем приходят в регион без какой-то конкретики, которые не подразумевают ответственности на территории. Да. Ответственность – это всегда реальные точечные люди, вот, которых можно увидеть, позвонить и посчитать. Вот. А вторая история, которая из этого вытекает, что если проектное мышление, проектный навык, эффективность, да, своей деятельности смогли преобразовать, встать на проектные рельсы, такое количество необученных проектному менеджменту людей, я про бабушек, я про ветеранов Афгана, Чечни, Великой Отечественной, союзов пенсионеров. Если они смогли работать со своим сообществом, решать реальные проблемы, которые реально влияют на качество их жизни эффективно, да, не получая высшего образования, не получая доп. Образования по проектному управлению. Но при этом они это делают это успешно, сдают отчеты большие, получают многомиллионные да, субсидии, даже лениводы получают, то понятно, что нам это с вами просто ничего не стоит. Да? Думаю, что вопрос не в том, что надо просто захотеть, надо, мне кажется, просто об этом узнать. И говоря про то море возможностей, правда, которое в этом аспекте существует, основная проблема, правда, которая есть, просто что мы вовремя или вообще в принципе не узнаем о том, что нас где-то очень сильно хотят поддержать на очень большие суммы или дают нам очень большие ресурсы или приглашают нас на очень крутые мероприятия, а нам об этом просто не приснилось, а на утро нам никто об этом не сказал. Вот, поэтому Росмолодежь – это один, да, из операторов такой поддержки, потому что параллельно существует платформа «Россия – страна возможностей», и ты просто сидя, так сказать, на лекции в мобильном телефоне можешь пройти и обучение в федеральном ведущем центре, и пройдя какие-то конкурсные тестовые истории попасть в мастерскую управления Сенеж и принять участие, ну, просто в лучшего качества в масштабах страны образовательных треках и программах, встретиться с ведущими спикерами, экспертами страны. Есть огромное количество федеральных общественных организаций, да, я надеюсь, что про всякие российские союзы молодежи, про всякие российские военно-исторические общества, Российский фонд культуры, который поддерживает волонтерские инициативы в сфере культуры, да, волонтеры культуры, Ассоциация волонтерских центров. Все эти организации, за названиями которых стоят очень эффективные большие грантовые меры поддержки, ну и ресурсные. Да, всегда можно обучиться, всегда можно встретиться, всегда можно выехать на федеральное мероприятие, а значит увидеть новые горизонты, получить новые связи, познакомиться с новыми людьми, найти партнеров для научного проекта, для бизнес-проекта в другом регионе. То есть это абсолютно неформально, и надо сказать, что это очень кардинально меняет жизнь людей, просто их переворачивает. Вот. Поэтому я вас, конечно, призываю следить за этими вещами. Нету, к сожалению, хаба, который мог бы объединить, да, все море возможностей, которые на сегодняшний день есть. Но все-таки, находясь в отрасли, об этом сегодня очень обидно не следить и не пользоваться. Да, чтобы, так сказать, вам подтвердить тот факт, что возможностей больше все-таки, чем на них запрос. Если вы чуть-чуть про грантовые конкурсы Росмолодежи следили последние годы, обучаясь, то, например, в позапрошлом году максимальная сумма поддержки проекта, да, физических лиц была 3 миллиона на проект. В прошлом году эта сумма была понижена до 1,5 миллиона. А на региональных форумах иногда было 300-500 тысяч. То есть мы дошли до той степени перебора возможностей по сравнению с нашим с вами предложением проектов, да, что денег стало слишком много.
что не появляется качественных проектов, которые действительно оправдывают смету в 3 миллиона. Потому что 3 миллиона сметы подразумевает еще 1,2 миллиона софинансирования, а вообразить, что в 14 лет или даже в 35 кто-то приносит проекты на 5-6 миллионов, и такие, за которые эксперт может взять на себя ответственность и рекомендовать его к поддержке, вот не происходит такого. И Институт грантовой поддержки молодежных инициатив развивается тоже почти десятилетия. И первые гранты, вы, наверное, это не помните, даже я это не очень переживал, но они были примерно там по 300 тысяч. И уже тогда писали проекты, и уже тогда ребята делали масштабные форумы, большие исследования, большие экспедиции, в общем, все, что хотелось, и то, что сейчас они продолжают делать. Но примерно то, что они писали тогда на 300, вот суть проектов почти не поменялась. Просто они их теперь пишут на 3 миллиона. И получается, что бюджет увеличился, да, за эти годы, а развитие нашей проектной культуры, масштабирование наших запросов, инициатив, да, наш картин мира как-то не слишком поспело за тем, как сильно возросли возможности потенциальной поддержки. Поэтому на сегодняшний день вот был понижена эта квота, и действительно это какой-то тренд закрепляет, да, что нужно думать о том, что вот стремительное развитие технологий, интеграция в виртуальную сеть и высокие технологии, которая произошла в пандемию во всех отраслях, это должно нас мотивировать и подталкивать, ну вот, к серьезным инновациям в том, что мы придумываем и делаем, да, к уходу от каких-то текущих вещей, которые из года в год происходят в вузах, да, не к условным обновлениям ежегодных студенческих мероприятий, да, а к появлению действительно новых гибридных форматов, новой эффективной работы. Виртуальная сеть позволяет нам абсолютно не видеть границы, если раньше это была дополнительная возможность. Мы говорили, что интернет стирает границы, ты можешь написать кому угодно, переписываться с кем угодно, любой звезде написать в соцсети, с любым экспертом федеральным войти в коммуникацию, да, то в пандемию наша виртуальная сеть стала не дополнительной возможностью, а основной. И никуда мы от этого не денемся. И эти границы не просто стерты, как красивое слово, а нас заставили их стереть. Да? Федеральные вузы обучают в виртуальной среде, эксперты проходят обучение из страцессии, да? Все совещания федерального уровня проходят тоже в виртуальном масштабе. Это невероятно ускорило, да, все процессы, всю нашу жизнь. И так кажется бешеный ритм, а сейчас он еще более бешеный. Событий в день еще больше. Вот в Питере я все время говорю творческим коллегам, что чтобы вам выбиться со своим проектом сегодня, вот сегодня, в сумасшедший 21 век, из просто информационного пространства, чтобы вас кто-то просто заметил, нужно делать что-то космическое. Уже в Петербурге каждый день проходит 600 бесплатных только мероприятий в сфере культуры. Только бесплатных, где вход свободен. Но на них все равно никто не ходит. А сколько еще платных? Понимаешь, что у нас порядка 200 учреждений культуры. И чтобы в этой, да, на этой поляне вырасти и выбиться, да, со своим проектом, инициативой, творческим продуктом, нужно сегодня, правда, ломать голову, подключать креативное мышление, искать какие-то гибкие подходы, наверное, использовать виртуальные возможности, наверное, подключать лучшие силы партнеров, экспертов со всей страны, то, что нам позволяет сегодня сеть, и двигаться вот в этом тренде. Этот тренд также закрепила грандиозный документ, который ждала страна последние десятилетия. Это, безусловно, подписанная в сентябре концепция развития творческих креативных индустрий. И, наверное, вы про этот документ должны были слышать. А если не слышали, то посмотрите. Концепция развития креативной экономики во многих странах мира просто изменила политику реализации экономической отрасли. А за изменением экономики последовало изменение во всех отраслях. Когда говорят про креативную экономику, вспоминают передовые восточные страны, и это очень близко к вам, это корейский кинематограф, да, например. И, конечно, это Штаты. Да? В чем основной принцип креативной экономики? В том, что на сегодняшний день государство подписанием такой концепции запостулировало, подтвердило, да, окончательно поняло, что самый крутой сверхприбыльный продукт сегодня можно произвести только мозгами, не руками, не техникой и не сырьем, и не ископаемыми. Максимальную сверхприбыль из продукта можно извлечь сегодня только через, да, креативный к нему подход.
через придумки, через межсекторальную историю, через гуманитарные сферы, да, в совокупности с современными технологиями. То есть iPhone, который придуман в стране с креативной экономикой там за $20, в итоге продается по всему миру, да, за довольно баснословные деньги. Благодаря чему такая сверхприбыль? Точно не благодаря технологии, которую он применяет, да, потому что такие технологии копируют на китайском рынке, продают на каждом углу за копейки, потому что это та самая, да, креативная наценка, которая здесь происходит. На сегодняшний день можно на мобильный телефон, на 12 Pro, а даже попроще, снимать любое кино. Если еще 2 года назад для съемки там кино тебе нужен был огромный миллионный бюджет, получение федерального гранта, то сегодня ты можешь его снимать на телефон, причем нарочно делать это вертикально, участвовать потом в международном фестивале вертикального кино или мобильного кино. И первый такой фестиваль Федор Бондарчук провел в позапрошлом году, молодежный, в Москве. А потом ты можешь этот свой продукт, фильм, сериал, клип, если он прикольный, продать давайте выключим, у кого-то микрофон включился. Ты можешь продать его на интернет-канал, который транслирует исключительно контент вертикального формата с телефона и получать ежемесячно доход с этого продукта. На сегодняшний день ты можешь в телефоне, в мобильном приложении нарисовать какие-то иконки к Инстаграму, например, highlights Инстаграм, да, просто комплект, выложить их на торговую площадку, и потом их будет 5 лет все покупать, и тебе будет каждый день капать денежка. Да? То есть вот какой принцип сегодня увидело наше государство как основу развития экономики будущего нашей страны. За концепцией креативных индустрий, которая подписана 21, по-моему, сентября, в апреле правительство будет принимать план реализации этой концепции. Далее последуют региональные планы реализации. И не замечать, да, этой новой эпохи, а это правда так, потому что многие сетовали, что передовые страны, развитые страны, да, перешли на такой принцип поддержки экономической деятельности несколько десятилетий назад, а в нашей стране документ не появлялся. Документ разработан Министерством культуры, но он касается абсолютно всех отраслей, да? И тяжелой, так сказать, артиллерии, и цифровизации, и образования, и всех прочих, и даже социальной сферы. Вот, я вам, да, какие-то тренды накидываю, которые должны как-то вдохновлять и какой-то свет в конце туннеля, да, к которому следует стремиться, наверное, намекать. Давайте вытащим, пожалуйста, презентацию Росмолодежи первую на экран. Росмолодежь является, в общем-то, точкой входа, да, в проектную деятельность, мне кажется, и в общественную деятельность, но и в деятельность по построению карьерной траектории личного бренда. Потому что как только ты выезжаешь из Якутии на федеральные форумы, а за год ты можешь посетить несколько форумов, ну, не знаю, 2-3, да, значит, за 5 лет, я не знаю, сколько вы обучаетесь, я обучался 5 лет в ВУЗе, за 5 лет обучения в ВУЗе, если я каждый год даже посещал по 2 форума, да, федеральных, то я могу за обучение в ВУЗе посетить 10 субъектов Российской Федерации и на выпуске иметь связи в 10 регионах, потому что вместе со мной там были ребята, да, из этих регионов. Но если понять, что каждый форум федеральный объединяет представителей всех субъектов страны, да, а не только мы в гости приезжаем к кому-то, то за 5 лет такого обучения можно получить связи, знакомства, партнеров по бизнесу, партнеров по науке, партнеров по социальной деятельности, экспертов ключевых во всех отраслях, во всей стране. Расширяет это наши возможности на этапе выпуска? Да, безусловно. Это просто переворачивает вообще стратегию того, как я дальше буду развиваться и что я буду с этим делать. Есть такие тенденции в петербургских вузах, они уже нормативно приняты, который называется проект как диплом. Когда вузы отходят от институции требования, да, сдачи дипломных проектов, которые содержат большую теоретическую часть, аналитическую часть, да, но не подразумевают реального воплощения, реальной реализации. Так вот, такие дипломы заменяются на сегодня подготовкой проектов. А проект
Ну, вот когда про проект говоришь больше старшим коллегам, да, у всех сначала в голове всплывает какой-нибудь проект дома, проект здания, да, у всех ассоциация с какой-то стройкой, инженерией. Так вот, понятно, чтобы построить дом без проекта точно никак, да. Проект – это когда мы строим дом на бумаге, до мелочей. Нам важно, какой будет грунт, потому что 10-этажный не поставим там, где двухэтажный можно, потому что он провалится. Потому что можем построить шикарный дворец, но население вокруг имеет денег только на эконом-класс. Можем сделать шикарный особняк, в котором будет джакузи, но электричества в этом месте хватит только на душ. Можем все что угодно строить, но негде будет отапливать. Можем построить шикарный на 100-500 человек курорт, но к нему нету дороги и так далее. Да? То есть не построив сначала дом на бумаге, на планшете, в цифре, в облаке, на ватмане, да, бессмысленно подходить к его строительству и просто начинать строить. Мы видим, чем это заканчивается на примере советского дачного строительства, да, когда все это рушится, кривое, страшное и все прочее, и превращается в долгострой. Так вот, на сегодняшний день нужно подходить к любым нашим действиям именно так. Сегодня нету маленьких действий, потому что мы их совершаем максимально много в невероятно маленький срок времени, слишком большая скорость нашей жизни. Вот, не помню, к чему это начал рассказывать, к чему это начал рассказывать. Росмолодежь, основные форматы, да, деятельности. Это, безусловно, форумная кампания. Росмолодежь ежегодно проводит около 70 федеральных форумов. Почему мы их отдельно, да, как-то выделяем? Ведь форумы молодежные, фестивали молодежные, выезды, лаборатории, да, ну, проводят и так каждый вуз, наверное, да, каждое молодежное объединение. Что здесь такого? Прелесть федеральных форумов, что на них приезжают ведущие эксперты не из республики, да, в которой ты живешь, а со всей страны, в той отрасли, на форум которой ты едешь. И ты можешь пообщаться с коллегами, со студентами не только из своего региона или из Дальнего Востока, да, общаться с молодежью всей страны. И надо сказать, что, ну вот я по своему опыту, правда, как не изучай страну, как не знай про чеченскую войну, как не знай, что в Якутии холодно, но пока ты не приедешь на эту землю, да, ты ничего, конечно, не поймешь про то, какая страна большая и какие мы все разные люди в этой большой стране. И пока ты не пообщаешься с представителем живым региона, ты никакую проблематику, никакую честную повестку историю этого региона не поймешь. Мое последнее открытие, я вот ездил к коллегам в Грозный, и для меня это было абсолютное потрясение. Мне кажется, я все знал. Мне кажется, мы достаточно, так сказать, стары, мы застали Чеченскую войну и смотрели по телевизору эти кошмары каждый день. На самом деле я понял, что это была абсолютно другая история, мы про это ничего не знали, и для меня было абсолютным, ну просто потрясением, что мои ровесники, к которым я ездил в Грозный в командировку, они и были свидетелями этой войны. То есть для нас в Петербурге, ну, у нас культурный код какой, да, у нас мы все блокадники, да, пока 5 поколений не пройдет. У нас у всех бабушки сушили кусок хлеба на батарее и не разрешали выкинуть. Даже народная артистка Елена Васильевна Образцова, Царство Небесное, до последних своих дней не могла выкинуть корку хлеба в ресторане, уносила ее с собой. Вот такой был культурный код, и для нас война – это та война. Конечно, это блокада. Ну, мы, конечно, знали про Чечню в телевизоре. И поэтому для меня всегда, ну, просто по-человечески ветеран, да, медали, ордена, ну, это какие-то там 60-70 плюс, у нас дедушки воевали и так далее. Ну, когда я приехал в Грозный, и все ребята, с которыми мы работали, мои ровесники, ну вот их было человек 30, они все застали войну, они все в это время жили в Грозном. Они все ходили по этим улицам, которые были разбиты, и они сейчас видят те небоскребы, которые там построены, да. Вот для меня это было потрясение, и для меня теперь эта республика абсолютно другая, и мне многое стало понятно и про взаимоотношения, и про конфликт, и про философию, и про то, какие проекты и какие возможности должны быть там. Поэтому такие образовательные путешествия, образовательный туризм, да, он очень
вот очень серьезно влияет на нашу с вами жизнь, на будущее развитие, на карьерную траекторию, на масштаб нашей деятельности. Имея, понимаете, друзей в республике, у тебя одна картина мира. Когда у тебя друзья по всей стране, ты себя и видишь в масштабах этой страны. Твоя величина, да, репутационная, понятийная, философская, мировоззренческая, она тоже вырастает невероятно. Да, это заставляет думать и меняться. Вот, поэтому это прелесть вот этих форумов. Второе направление деятельности – это Росмолодежь гранты. Грантовая поддержка. Гранты – это сумма денег безотзывная, невозвратная, которую никто у тебя обратно не заберет, вот, которую Росмолодежь направляет на поддержку проектов. Мы договорились, что мы в контексте грантовой поддержки общаемся на языке проектов и даем деньги на проект дома. Да? Почему нам это нужно как экспертам Росмолодежи? Потому что мы должны быть уверены, что 1,5 миллиона, которые мы даем молодому человеку, обеспечит строительство качественного дома, который не рухнет, который купит, которому хватит электричества, и все розетки будут работать, потому что мощности хватает, и дороги есть, чтобы туда аудитория доехала. Поэтому мы требуем действительно качественный, проработанный проект будущей деятельности, неважно какой, потому что на нулевом этапе, пока вы еще ничего не делали, а мы никогда к вам не приедем в Якутию проверить, что вы будете делать, только на основании заявки, которую вы пишете, подавая на грант, мы должны быть уверены на 99%, что будет ровно так, как написано, даже не на бумаге, а в кабинете на сайте. Исходя из тех писем, которые прикрепляются к проектной заявке, тех презентаций, да, ваших социальных сетей проекта, мнения сторонних экспертов, которые вы прикрепляете, мы должны, не видя вас, зачастую ничего не зная про регион, в котором эта заявка появилась, а каждую заявку оценивают нарочно два эксперта из других регионов, чтобы избежать коррупции. То есть человек там где-то в Ленинградской области ничего про вашу Якутию не знает, не понимает, что у вас у половины муниципальных районов нет интернета фактически, и до половины муниципальных районов еще фиг доберешься, да, когда не сезон. А где-то еще и дороги 3 месяца в году. Вот ничего они этого не знают, поэтому если вы не раскрываете вот свою местную субъективную проблематику, да, в заявке, то никакому эксперту никогда это не придет в голову просто так на всякий случай. А рассчитывать на совесть экспертную, что эксперт будет гуглить, узнавать, тоже ну, так себе выход. Вот, поэтому понятно, что написание проекта, да, своей будущей деятельности – это зачастую ну, какая-то трудность, это ленно, у многих вызывает изжогу, этот масштабный документ. Нам вообще сегодня сложно вообще писать документы, нам лучше поговорить или написать короткое сообщение, вот, а там нужно столько текста писать. Коллеги, это только потому, что это единственная точка входа, единственная вообще точка общения и встречи вас с Росмолодежью и с экспертами, которые будут вас поддерживать. А дальше вы получили и все. В процессе к вам не приехали, в процессе вас не контролируют, в процессе вас не фотографируют. Ну, отчитайтесь потом как-нибудь и все. И возвратов, как правило, никаких нет, и Росмолодежь ни с кем не судится практически, да, если это только не маргиналы, которые 5 лет ничего не делают, а деньги давно потратили на путешествия. Такое тоже бывает. Вот, поэтому это невероятно демократичный ресурс и довольно серьезные суммы, да, на поддержку проектов. То есть, вот смотрите, пока 5 лет ты обучаешься в ВУЗе, например, ты мог бы написать на выходе каждого курса по скучному реферату дипломной работе, да, а выигрывая ежегодно по гранту на свой проект, да, ты можешь к выпуску иметь портфолио, в котором будет 5 серьезных отраслевых проектов. И к этому моменту ты можешь получить 6-й и запустить какой-то стартап после диплома, после выпуска средства гранта. Можешь стартап социального предпринимательства, которое по завершении гранта станет просто предпринимательством коммерческим. Да? Ты можешь иметь 5, может быть, не научных открытий за 5 лет и за 5 грантов, да? Но, по крайней мере, каких-то исследовательских, научных, серьезных работ. Поэтому эта история не дополнительная, мне кажется, а это вообще единственно возможный сегодня формат эффективной карьерной траектории, эффективного образовательного процесса. Сегодня многие главы регионов, губернаторы, мэры говорят вслух, что федеральные гранты – это второй бюджет региона, потому что они тоже участвуют, как губернаторы, председатели правительств, в конкурсах национальных проектов.
Они ведь тоже, чтобы получить финансирование по нацпроекту «Культура», им не свалился там миллиард, да, на регион. Они должны найти на территориях локальных людей, которые возьмут на себя ответственность и будут гарантировать, что за деньги, которые даст нацпроект «Культура», они не кинотеатр отремонтируют и не купят фортепиано в ДК. Они должны на нулевом этапе, пока еще никто ничего не дал, в проекте на 100% доказать, что когда эти деньги придут, они сделают ремонт или купят пианино, в следующем году жизнь тысячи людей конкретных, которых они уже посчитали, с которыми пообщались, изменится в лучшую сторону. То есть они повлияют на качество жизни людей на территории. Поэтому в нацпроектах тоже в конце стоит человек. И чтобы получать это финансирование, сегодня все правительства вынуждены обращаться к учреждениям на земле, чтобы учреждение зачем-то захотело улучшить себя, улучшить качество жизни людей на территории. И только если эта инициатива есть и ответственный человек находится, да, правительство подает заявку в финансирование по нацпроекту и потом его получает. И это очень важно. И вы это в жизни наверняка видели, да? Что можно сколько угодно ремонтировать дома молодежи, открывать крутые коворкинги в библиотеках, но если после крутого дизайнерского ремонта туда возвращаются штатные сотрудники, которым по 70 лет, то молодежи в таких учреждениях не появляется. Счастье-то не в ремонтах, да? Сколько, так сказать, криков души вот на проектных мастерских: постройте нам спортивную площадку во дворе, дайте миллион, потому что тогда у нас всех бросят пить, курить, и у всех будет здоровый образ жизни. Площадки строят, но что-то на них, кроме как раз пьяных и курящих, никого не появляется. И оказывается, что дело-то было не в том, что турника нет во дворе, а в том, что туда просто никто не приходит. Нет этой культуры, нет социальных связей, нет тусовки, нет сообщества. Опять-таки в наши до 14 лет мы почему-то тусили на площадках и в условиях убитых аварийных площадок, отломанных досок и отовсюду торчащих некрашенных гвоздей. Это нам никак не мешало. Да, поэтому вот это я к тому, что везде важен человеческий реальный ресурс. За каждой качественной сегодня историей стоит реальный человек с инициативой, ответственностью, проектным мышлением. Да? Такие люди объединяют команду вокруг себя. Таким людям доверяют сегодня бюджеты. То есть, если вот вспомнить, что я рассказывал про поддержку некоммерческих организаций и проектов, да, президентскими грантами за последние 10 лет на десятки миллиардов, то есть если вот совсем огрубить этот процесс, то гораздо эффективнее доверить 5 миллионов 70-летней бабушке в этой деревне, да, ну, которая на уши ставит всю деревню и считает каждую копейку, да, чем спустить с федерального уровня 50 миллионов в главе администрации. Вот к чему, да. И это тоже тренд, и он федеральный, некуда от него деваться. Мы переходим на инициативное бюджетирование, да, по всем статьям. Инициативное бюджетирование, не знаю, как у вас, но в Петербурге даже в школах проходит. У нас даже школьники инициируют бюджет до миллиона, и потом миллион получают в школе, да, на реализацию каких-то бюджетных историй на территории района, где школа находится. Вот, кроме института форумной кампании, кроме института грантовой поддержки, у Росмолодежи есть портал, да, АИС «Молодежь России». Вот скажите просто, между нами говоря, не под запись, все ли зарегистрированы просто, ну вот на этой хотя бы «Молодежь России»? Там все есть или все-таки кого-то там нет? Но все-таки не все. Ага. А откройте, пожалуйста, вторую презентацию, так получилось. Эта самая «Молодежь России», она меняется сейчас. У Росмолодежи, правда, очень человеческое лицо, очень крутые соцсети. Я вам, правда, советую в Инстаграме подписаться и ВКонтакте на Росмолодежь. Прекрасный руководитель Ксения Денисовна Разуваева, молодая, активная. И «Молодежь России» задумана как некоторая, знаете, такая социальная сеть, да, в которой, как в хабе, собирается информация обо всех возможностях в сфере молодежной политики со всей страны. То есть, да, по QR-коду можно перейти на этот портал, зарегистрироваться, это ничего не стоит. Но ты получаешь рассылку, ты получаешь личный кабинетик, и в этом кабинетике ты, например, можешь увидеть мероприятия, в которых ты можешь принять участие во всей стране. Этот хаб собирает и федеральные, и республиканские, муниципальные, городские, районы всех уровней мероприятия. Просто исходя из масштаба мероприятия, ты, вот как житель Якутии, если в Петербурге проходит федеральный какой-то молодежный крутой хэппининг,
форум, да, ты можешь из Якутии, если он федеральный, отправить прямо в кабинете заявку одним кликом, получить одобрение. А дальше ты можешь либо поехать в Петербург на это мероприятие, то есть для того, чтобы попасть сейчас на форум, не нужно там быть в квоте обязательно, обращаться в ректорат, идти там в совет по делам молодежи. Вот это все не очень обязательно. Можно просто кликнуть, и увидит это и Минмол якутский, и увидит это и Росмолодежь, и оргкомитет форума. Кроме того, если ты не можешь поехать, то ты можешь принять участие в гибридных федеральных мероприятиях. Ты можешь, находясь в Якутии, в онлайн подключиться к форуму. И в Росмолодежи это неформальный онлайн-формат. В пандемию был такой изобретен даже тип, как цифровой аватар. Ты отправляешь на участие в форуме своего цифрового аватара. То есть у тебя прям получается полноценное участие. Ты можешь принимать участие в консультациях с экспертами, общаться со спикерами, задавать вопрос министру Лаврову. Все абсолютно полноценно ты себя чувствуешь, а не просто смотришь в зуме, как наши коллеги сейчас, как мы тут о чем-то говорим. Вот. Более того, ты можешь онлайн из Якутии защитить свой проект, презентовать на форуме в Петербурге и получить грант, никуда не выезжая. Поэтому это сильно расширяет, да, географию наших возможностей. Таких мероприятий по стране там очень много. Да? То есть вот как возможно сегодня сетовать, что я чего-то могу там не знать, не уметь, не знаю, где пройти какие-то курсы, как где прокачать soft skills, где понять, что такое креативное мышление и как себя сделать гибче, когда у нас больше 80 регионов в стране, и в каждом регионе ежедневно сотни мероприятий, и это все в молодежь России есть, и ты можешь где угодно участвовать у себя со смартфона. Чего нам может только остановить этот процесс? Только отсутствие интернета. Больше ничего нам не может помешать. Но так как в половине Якутии интернет стабильный и хороший, то здесь ну, просто да, невозможно дальше жить, этим не пользуясь. Вот, это третий, да, вот такой вот институциональный большое направление деятельности Росмолодежи. Ну, давайте быстро это пролистаем, эту АИС, да, просто чтобы вы видели, потому что не все дойдут до нее, но тем не менее. Вы же мне вручили кликер. Да, спасибо. Ну, соответственно, АИС развивается, она с каждым годом все веселее, все больше похожа на социальную сеть, все более цветная. Сейчас она вообще уже оранжевая, а даже никак на этой вкладке. Вот. И на сегодняшний день можно и защитить грант здесь, и заявку написать на этой платформе, и прикрепить все документы. Более того, теперь можно подключить госуслуги и даже подписать соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи здесь же, на этой платформе, и это соглашение на грант. Да, и сюда же залить все отчеты и все здесь подписать. То есть интерфейс развивается, и вообще уже можно никуда не выезжать из Якутии, чтобы заниматься федерального масштаба деятельности. Здесь можно искать партнеров, да, по ID. Здесь можно искать себе людей в команду, да, кидать какие-то запросы, смотреть региональные какие-то контакты. Здесь есть раздел «Гранты», и отдельно на вкладке «Гранты» «Молодежь России» есть видео, инструкция по заполнению заявки на грантовую поддержку проекта. Ну, то есть для тех, кто плохо читает, да, или вообще читать ленно, есть даже видеоинструкция. Она автоматически тебе вылезет, когда вы начнете заполнять проектную заявку. И есть методичка очень простая в виде презентации о том, как заполнять проектную заявку. Примерно так выглядят эти блоки, они все интуитивно понятны. Надо сказать, что бюджет Росмолодежь-то разыгрывает приличный, да, опять-таки речь идет о миллиардах общего бюджета, и 1,5 миллиона это было, да, на каждый. При этом заявка, ну, абсолютно простая, и она не отвечает ответственности, которую надо было бы брать за такие деньги с тех людей, которые получают такую поддержку. Потому что если кто-то из вас вот знает про некоммерческие организации, которые добывают финансирование в фонде президентских грантов, то там довольно объемная заявка. Это, конечно, у всех получается, и все этому учатся, но все-таки это нужно потратить большое количество времени, чтобы просто ее подготовить. В этом смысле вот заявка Росмолодежи на грант, она в несколько раз проще, меньше, понятней, локальней, да, и это абсолютно удобно. И здесь сложно запутаться и думать, что это сложно непонятно, да, потому что все интуитивно понятно, как меню смартфона. Ты просто заполняешь такие блоки, и заполнив все блоки, ты подаешь заявку на тот или иной форум, который представлен в виде описания и баннера.
Прелесть в том, что даже если, да, вы заполняете эту заявку, да, вы же параллельно и делаете проект своей будущей деятельности. То есть даже если вы вдруг не подадите, даже если вам расхочется не пригодиться, или вы выйдете вдруг из возраста 35, да, или вдруг просто не сложится и грант вам не дадут, но понимаем, что гранты получают не все проекты достойны, честны и так далее, и качественны. Да. В любом случае на выходе, благодаря этому интеллектуально понятному интерфейсу, у вас сложится очень четко, очень логично проработанный проект, того, что вы собирались сделать. И скачав этот документ в PDF, можно с ним идти за любой другой поддержкой, да, в ректорат, в правительство, в комитет, к партнерам, к бизнесу, кинуть это на фандрайзинг, да, все что угодно. То есть в любом случае этот вот ресурс даже технически очень полезен, потому что он помогает довольно просто изложить в проектной логике наши будущие действия. Вот. Ну, а дальше все технически и довольно просто. Здесь есть QR-код, здесь есть QR-код. Вот смотрите, один QR-код ведет на телеграм-канал, я так понимаю, грантового отдела, а второй ведет на АИС «Молодежь». Вот, поэтому, если свет позволяет, можно прям переходить и прям подписывайтесь. Да? Давайте вторую презентацию, пожалуйста, включите. Вторая презентация более подробно про грантовый конкурс. Грантовый конкурс Росмолодежь проводит в основном в двух форматах. Первый формат – это очный. Очный – это когда я либо в онлайн, либо офлайн участвую в форумах, которых около 70. Они бывают федеральные, региональные, в них разные максимальные суммы на поддержку проектов. И я представляю свой проект. У меня есть возможность презентации, защиты перед 3 экспертами, либо онлайн, либо на форуме очно. На такую защиту у меня есть 3 минуты, потом у меня есть возможность ответить на вопросы экспертов, и не отменяя письменной проектной заявки, да, эксперты делают общее решение, поддерживать либо не поддерживать проект. Второй формат взаимодействия в этом смысле – это заочный формат. Заочный конкурс – это когда я на портале «Молодежь России» все заполняю, отправляю. Я не знаю, какие 2 эксперта из других регионов оценивают, проверяют мою заявку, а потом я получаю решение, проект поддержан к финансированию, либо не поддержан. Да, это «Молодежь России», это QR-код на вкладку как раз грантовую, да, где вся эта информация есть. Из очных конкурсов это только конкурс физических лиц, то есть как раз молодежи, ребят, да, у которых нету ни НКО, ничего, и они получают деньги на расчетный счет своей карты от 14 до 35. А вот в смысле конкурсов заочных есть конкурс для физических лиц 1 или 2 раза в год, всегда по-разному, когда ты, сидя дома, все заполняешь. Есть конкурс для некоммерческих организаций, которые реализовывают патриотические проекты, такой конкурс только что прошел. Но есть еще конкурс для университетов, институтов, для вузов. У вуза, как правило, обычно гораздо больший лимит финансирования. Вот, но подразумевается, что проект вузовский, его реализовывают тоже не сотрудники вуза и не профессорско-преподавательский состав, а вроде бы как бы студенты, да, которые что-то инициировали, какой-то совет это утвердил, и вуз берет на себя ответственность за проект этого объединения студентов, да, и добывает на него финансирование в этом конкурсе. Поэтому это тоже вполне себе рабочий ресурс, и если проект какой-то масштабный, большой, который охватывает какой-то заметный сегмент, да, вуза, то можно претендовать и на такую технологию. Вот мы только что встречались с проректорами, по-моему, у вас, да, в ВФУ, по-моему, как раз сказали, что такой грант бывал. 1 из 2 в регионе. Вот, ну, больше всего, да, нас сейчас интересует конкурс физических лиц. Кавказ нам сейчас не нужен. Понятно, да, что мы подаем, потом происходит оценка, потом происходит подписание соглашения и реализация в течение года нашего проекта. После реализации в течение года у нас есть время на сдачу отчетности по тому, на что мы потратили бюджет. Важно всего лишь, чтобы мы его тратили согласно тому, как мы это сами придумали, когда писали проект. То есть здесь нас никто не ограничивает, никто с нас ничего не требует. Вот все, что мы сами придумали, все, что мы уложили в смету, да,
всех подрядчиков, которых мы сами нашли, то есть фирмы, которые оказывают услуги и товары, нам продают. Вот важно просто соблюдать то, что мы обещали. Кажется, что вот довольно удобная штука и довольно безграничные возможности, проблема всегда одна. Мы просто, мне кажется, вовремя об этом не узнаем, либо не знаем вообще. Поэтому важно просто быть в теме, держать руку на пульсе, да, и если мы видим какую-то новость, что там или где-то в другом месте появляется акселератор, можно принять участие в проектной мастерской, можно получить консультации экспертов из Петербурга по онлайну, по своим проектам, можно отправить заявку на конкурс. Вот просто важно заранее, вовремя, да, узнавать о таких событиях, потому что не участвовать в них кажется невозможно, потому что от этого напрямую зависит наша будущая жизнь каждого из нас. Вот, есть такой телеграм-канал «Все о грантах Росмолодежи», ведет его грантовый отдел Росмолодежи. Это как раз тот небольшой штат сотрудников, которые ежедневно взаимодействуют со всеми регионами, знают про все форумы, ведут протоколы всех конкурсов. Поэтому я вам прям советую перейти и подписаться. Во-первых, это вдохновляет, потому что там бывают истории успеха. Во-вторых, ты малыми дозами просто в телефоне получаешь, ух ты, объявили итоги конкурса грантов на таком-то форуме. Ты можешь полистать, ой, а есть там кто-то из Якутии? Нету. Зато ты можешь увидеть, ой, откуда есть, а есть ли с Дальнего Востока, да? И когда вы увидите, что, ой, Якутии нет, и тут Якутии нет, и тут Якутии нет, возможно, вам захочется что-то сделать для Якутии и принять участие, что-то инициировать, вот, в том числе для поддержки статистики республики. Второй телеграм-канал для тех, кто переживает за отчетность как раз по проекту. Это канал, который ведут сотрудники отдела отчетности грантового отдела Росмолодежи. Коллеги пытаются довольно просто в картинках, в чек-листах, в инфографике, да, какие-то проблемные вопросы отчетной процедуры раскрывать. Коллегам всегда можно звонить, писать по любому соглашению на грант. Всегда есть куратор, всегда есть помощник, поэтому никто не пропадает. Вот, для тех, кто занимается со студентами, да, вот для общественных, для НКО, для кураторов есть канал для образовательных организаций Росмолодежи, поэтому там какие-то есть вот такие отраслевые прямо моменты, которые коллеги там отражают. Да, да. Вот, это из основного, что по Росмолодежи. Скажите, пожалуйста, учитывая, что вы вначале ничего не хотели говорить, и я вообще говорю в тему, вам это полезно или вы все это и так уже знали? Только не молчите, пожалуйста. А то у меня синдром, я как будто в зуме работаю. Вот очень тяжело в зуме работать и говорить с телевизором, потому что там все время все молчат. Не молчите, вы вживую. Алексей Сергеевич, можно вопрос? Да. Вот я представляю, допустим, пришла сюда от имени Молодежной ассамблеи народов республики, и меня интересует такой вопрос. Могут ли участвовать в грантах Росмолодежи иностранные граждане, иностранные студенты, которые, ну, допустим, у них нет гражданства Российской Федерации, и мы, допустим, не смогли принять участие весной в конкурсе физических лиц. Может быть, как-то этот вопрос обсуждается или есть какой-то у них будущие шансы? на Он будущее? обсуждается, об этом говорят на экспертных сессиях Росмолодежи, но это зависит от нормативно-правовой базы, потому что если фонд президентских грантов – это фонд очень гибкий, это некоммерческая организация, да? Поэтому у них много возможностей, как можно быть лояльными и гибкими. А Федеральное агентство по делам молодежи – это федеральный орган власти, поэтому не все, к сожалению, возможно в направлениях траты федерального бюджета. Вот. Но всегда есть какие-то гибкие решения, которые нам дают наши гибкие навыки. Если я коммуницирую, то у меня всегда есть приятель, которого гражданство то, что надо. И я могу стать в команде проекта художественным руководителем, куратором, кем угодно, да, и взять руководителя проекта, своего соратника, члена команды. Поэтому это такая формальная отмаза, почему я это не делал раньше. Да, коллеги, еще поговорите, пожалуйста. Я не понимаю. Я вам полезен? Я вам нужен? Что происходит? Масштабы проекта обязательно республиканского уровня или могут быть и вот внутри вуза? Абсолютно любой может быть масштаб. Он может быть муниципальный, то есть вообще всего лишь да, один муниципальный поселок, один ослек. Он может быть муниципальный, районный, да, целый улус. Это может быть республиканский, городской, федеральный, межрегиональный, да, когда у меня от 3 до 50% регионов страны участвуют через виртуальную сеть. Здесь нет никаких ограничений. Здесь есть только логика, да.
когда мой проект подразумевает реальное улучшение качества жизни конкретной кучки людей, которых можно посчитать, увидеть, проверить, опросить на конкретной территории. Вот только нужно соблюдать этот принцип. Поэтому если вы решаете условный запрос, если вы влияете на социалку, экономику конкретной территории, а ваша территория всего лишь одна школа где-нибудь в горном да, поселке, то это отвечает этой логике. Потому что есть конкретная территория, и это школа, а в школе есть конкретная целевая группа. Это, например, не все даже школьники, а только начальная школа. И их, пускай их будет всего лишь 100, да? Но это может стать предметом проекта, и это никак не ограничено бюджетом, который можно поддержать такой проект. Везде важна вот эта логика, о которой мы сегодня в основном и говорим. Да? Это не то, что заставляет, это позволяет нам быть просто эффективными. Не в среднем по больнице что-то делать, чтобы всем было лучше, не всех приглашать на всякий случай, да, на то, что мы делаем, а очень точно, очень конкретно. Тогда аудитория понимает, кого конкретно сегодня ждут. Тогда аудитория понимает, что, это вот таких, как я, приглашают сюда, потому что для таких, как я, будут какие-то меры, которые изменят нашу жизнь к лучшему и помогут нам справиться с какими-то, да, социальными негативными моментами. Вот, поэтому абсолютно можно начинать с чего-то очень локального и маленького. Кто-то ведь делает проекты, которые вообще развивают их социальные сети, там, и делают блоги на базе своей странички в Инстаграме, и это тоже может быть предметом социального проекта. Важно просто, да, как этот продукт будет решать запросы целевых аудиторий. Да, еще чего-нибудь скажите. Чем Можно еще Да. вопрос вот о форумных кампаниях Росмолодежи? Как на этих форумах принимать участие, там просто самостоятельно заявляться? Как принимать участие? Первая история, да, это инициатива каждого из вас. Да, можно зайти в «Молодежь России», посмотреть, какие форумы есть вообще в стране, эти 70 штук, да. Все эти форумы представлены на сайте Росмолодежи, можно просто посмотреть, что где происходит, да. Вот. А когда эти форумы объявляют старт набора участников, об этом появляется информация как раз в чатиках, в Телеграме и в личном кабинете, да, «Молодежь России». Поэтому важно не пропустить такое оповещение, такой анонс и просто зарегистрироваться, отправить заявку на тот или иной форум. Как правило, достаточно написать, зачем тебе это нужно, прикрепить какую-то CV-шку, да, и быть готовым поехать и иметь ПЦР либо QR-код. Довольно все очень просто. Это первая история. Надо сказать, что, например, есть такие серьезные отраслевые форумы, ну, как форум Таврида, да, который, в принципе, не принимает участников только потому, что их направило Министерство молодежи республики. Они сами отбирают, исходя из того портфолио, которое человек прикладывает его как участника. Потому что им важно, чтобы ребята были, правда, креативные, крутые со всей страны. И нам не важно, тебя поддерживает вуз, министерство или нет. Вот. А второй путь, да, попасть – это региональные квоты. На каждый регион страны на федеральном форуме есть какая-то квота, сколько-то человек, которые от региона форум готов принять. Соответственно, у регионального органа молодежной политики есть бюджет, чтобы отвести человека на форум. И ну, это происходит обычно вот как-то формально, да, запрос в вузы, и Минмол формирует такую вот делегацию на каждый форум. Поэтому, если вы хотите, вы можете сами маякнуть вовремя, зарегистрироваться, либо уже сейчас, например, написать в Минмол, что мне очень интересно, очень нужно, и я считаю, что республике будет очень важно, если вы меня отправите в составе делегации на такой-то форум. Ну, вот это же здорово. Если я учусь в Якутии, там, в университете культуры и искусств, сегодня был проректор, да, из этого вуза, ну, понятно, что для меня космическая возможность поехать в Петербург и в Москву на форум. Потому что параллельно я могу увидеть Мариинский театр, могу увидеть Эрмитаж, Русский музей. Как я могу заканчивать вуз в сфере культуры и искусства, когда я этого всего не видел, когда я изучаю Пушкина и никогда не был в лицее Пушкина? И такие форумы дают мне бесплатную возможность в прекрасной компании федеральных коллег съездить, увидеть, посетить, пощупать, поплакать. Это, не знаю, вот люди, которые это переживают, это до слез трогательно, потому что это переворачивает их картину мира. У нас был прецедент, когда мы в рамках форума привезли делегацию из Боровлянки, это Алтайский край, тоже довольно снежная
такая небольшая деревенька. Так вот, когда учительница со своими школьниками, одноклассниками приехала в Петербург по программе и попала в Царскосельский лицей, где учился Пушкин, она сидела и плакала. Она сказала, что я педагог уже 40 лет, и представьте, что я 40 лет вот это все преподавала по картинке в учебнике. Я никогда не могла подумать, что вообще это есть вживую, и даже не представляла, как оно есть, и как оно было, и как здесь Пушкин спал и умывался, и писал свои первые произведения. Вот, поэтому, конечно, это переворачивает и профессиональную траекторию, и человеческую, и картина мира расширяет. В этом просто невозможно, зная о том, что такое есть, не принимать участие, потому что это вот прямо лично для меня. Это моя прокачка лично для моего будущего, моих заработков в будущем, моих связей в будущем и качества жизни, которое у меня будет потом. Вот. Есть еще жалобы, отзывы, самоотводы. Вот у меня такое предложение. У нас студенты, ну, мы все испытываем вот такую, ну, у нас опыта не хватает в упаковке именно проекта, именно заявки во из молодежи. И вот когда вот мы будем, ну, в следующем году или будем участвовать в грантовых конкурсах, мы можем тогда обратиться к федеральным экспертам, да, онлайн. Конечно, можно онлайн, а можно и даже не онлайн. Через АИС молодежи. Да, здесь тоже есть обращаемся. интересный пример, я его привожу, когда говорю о партнерах проекта. Да? Вот когда у меня есть какая-то идея, какой-то продукт, да, и я на базе этого продукта делаю проект, то есть стратегирую, какую проблему, каких людей на какой территории максимально эффективно, рентабельно и быстро мой продукт, мое исследование, мой творческий продукт может решить. Так вот, когда я это все стратегировал и придумал, и сформулировал, я приступаю к поиску ресурсов. Да? А ресурсы – это что? Товары и услуги, да? Которые мне нужны, чтобы это все реализовать. И многие сразу начинают писать смету и требовать те самые 10 миллионов. На самом деле я сначала ищу у себя, потому что это я придумал, и я хотел, чтобы это было именно так. И этот продукт, уникальную идею, ноу-хау я придумал. Мне интересно это. Я ищу у себя свои компетенции, возможности, товары, матбаза, квартира, связи, все, что у меня есть. Потом у меня, безусловно, есть команда проекта, да, которая тоже считает, что это очень полезно, очень социально важно, и нужно в это вписаться. Возмездно, безвозмездно, неважно. Всегда есть бюджетные учреждения вокруг меня, молодежной политики, доп. Образования, социальной политики, культуры. Почему мне с ними по пути? Потому что если моя идея, мой продукт, мой проект действительно помогает кому-то улучшить качество своей жизни, неважно, насколько это серьезно, быть чуть-чуть веселее, быть чуть-чуть успешнее, иметь больше доступа к культуре и к крутому досугу, неважно, да, то мне будет по пути с любым бюджетником. Почему? Если стратегическая суть моей деятельности – повышение качества жизни конкретной кучки людей на конкретной территории, то если вы откроете устав любой бюджетной организации, что там будет по сути? Там будет деятельность, направленная на повышение качества жизни людей на такой-то территории, где зарегистрирован этот бюджетник, такого-то района, такого-то города Якутска, но в конкретной отрасли, да, в аспекте молодежной политики, да, повышение качества людей в аспекте образования на такой-то территории. Поэтому если вы свой продукт излагаете не как мою мечту, мою хотелку, хочу вот попробовать такой опыт поставить и все, а вы его в проектной логике излагаете, да, то любой партнер в бюджете всегда будет видеть вас соратника и, извините, бесплатную рабочую силу, потому что вы будете выполнять за них их уставную деятельность. Так получается. Следующий этап, когда я продолжаю искать ресурсы, поискал у себя, у команды, у бюджетников, чего-то не нашел, какие-то товары и услуги мне не достают для полного счастья, я могу обратиться к любым органам власти, муниципальным, региональным, городским, законодательной власти. Да? Почему? Потому что если мы посмотрим принципиально в целеполагания любой деятельности депутатской, что делает депутат на той территории, на котором его избрали? Он работает на повышение качества жизни людей конкретных, которые его избрали. Они привязаны к чему? Конкретной территории. Он отвечает как депутат за что? За какой-то вид деятельности. Он член или председатель какой-то комиссии, молодежной, культурной, образовательной, здравоохраненческой. Да? Поэтому, опять-таки, если я ему предлагаю не свой продукт, хочу книгу издать, хочу опыт поставить, хочу приложение сделать, да, а я ему излагаю свой продукт в проектном
логике, в проектном смысле. Да? То есть я говорю, что я хочу повысить качество жизни людей на той территории, где ты депутат, в той отрасли, которую ты курируешь, через реализацию своего исследования, создание своей книги, своего продукта. И тогда любой депутат или любой чиновник понимает, что вообще-то вы с ним делаете одно и то же. Вы работаете на повышение качества жизни на конкретной территории для конкретных людей в определенной отрасли. Но вот на этом уровне важно понять, что все бюджетники и все органы власти любого уровня, даже федерального, даже международного, они работают на повышение качества жизни людей. Важно только на какой территории и важно в какой отрасли. И вот вы спросили про экспертов. У нас был прецедент в Петербурге, когда довольно скромный по масштабам 8-миллионного Петербурга, где 12 тысяч НКО, маленький коворкинг молодежный, называется он просто, он маленький, но прикольный. Они тоже решили прокачать молодежь на предмет проектной деятельности. И понятно, что в 8 миллионах Петербурге они могли бы найти экспертов, которые это почитают. У нас все-таки там 100 вузов, да? У нас больше 10 экспертов Росмолодежи. Но этот маленький коворкинг в лице индивидуального предпринимателя, руководителя коворкинга, написали письмо главе Росмолодежи, не стали мелочиться. И написали господину Бугаеву и сказали, что мы вот в Петербурге планируем проектную культуру молодежи взращивать и вовлекать молодежь в социальные практики. Пожалуйста, пришлите нам лучших федеральных экспертов со всей страны, нам нужно ребят обучить. Казалось бы, это довольно такой смелый и дерзкий шаг, на мой взгляд. Если ты в Петербурге, так позвони петербургским коллегам, они придут и обучат. Но я это к чему рассказываю? Что Росмолодежь не могла отказать на такое дерзкое письмо. Почему? Потому что какая цель деятельности Росмолодежи как органа власти федерального? Повышение качества жизни молодежи. В каком смысле, в каком аспекте? Создание и демонстрация возможностей саморазвития и вовлечение молодежи в социальные практики, в проектную деятельность, в том, чтобы мы парились не только созданием собственных продуктов, реализацией собственных идей, но и видели, как эти идеи могут менять территории, менять экономику и социалку этих территорий. Поэтому, когда ребята в Петербурге такие нескромные написали, что они как раз вовлекают молодежь в социальные практики в Петербурге, а Росмолодежь делает то же самое на федеральном масштабе, Росмолодежь любезно прислала лучших федеральных экспертов и привезла, и безвозмездно они приняли участие в этой проектной лаборатории. Поэтому, если нам, правда, видите, прикладно очень важно понимать этот проектный подход, потому что тогда я шире себя вижу, панорамно себя вижу, что я делаю. Вот, если мы излагаем в проектной логике все, что мы делаем, у нас не может не быть партнеров, у нас из них всегда будет очередь. Если мы проектно подошли к тому, что в будущем будем делать, делать ли форум, делать ли спектакль, делать ли арт-резиденцию. На нулевом этапе мы продумали целевую аудиторию, да, кому именно мы нужны, кому больше всего в Якутии мы будем полезны, эффективны. И дизайн под эту аудиторию сделали, и контент, и спикеров, и тексты в социальных сетях, и мерч, все до мелочи заточено именно на эту аудиторию, проблем, которые мы решаем, то у нас будет очередь на наше мероприятие из этой целевой аудитории, всегда будет аншлаг, и никогда не будет формальных нагоняй административного ресурса и палак. Вот почему невозможно дальше, не проектируя что-то до того, как мы это делаем, что-то делать эффективно. Вот, поэтому про экспертов проблем абсолютно нет никаких. Вот. Более того, для проведения проектной мастерской, если изложить ее как проект, можно тоже привлечь грантовое или региональное финансирование. Но нам приятно, и мы в прошлом году, когда встречались с молодежными объединениями, да, волонтерскими в основном, нам кажется, что единый ресурсный центр более чем масштабный для республики. Он входит в топ ресурсных центров нашей страны. Ресурсный центр взаимодействует с ведущими центрами страны, всегда в повестке, что случается нового, какие преобразования, какие возможности. Вот. И ресурсный центр, по-моему, всегда открыт. Я знаю, что каждую субботу молодежные главные волонтеры там тусят, общаются. Регулярно ресурсный центр привозит за средства, привлеченные, да, ресурсным центром, экспертов с разных регионов страны. Вот. Поэтому всегда есть возможность.
Вот под приезд наш нынешний, да, вот мы успели пообщаться вчера со сферой культуры, с проектировщиками в онлайне и оффлайне, да. Позавчера заодно мы успели принять участие в стратегической сессии, поговорить о том, как координацию ресурсных центров всей республики производить, да, и как это может быть эффективно. Поэтому взаимодействие с партнерами, которые здесь же рядом в Якутске, очень открыто, адекватно, не требуют денег, все делают бесплатно, сами их находят, сами продвигают людей, которые к ним приходят в смысле проектирования. Здесь вообще проблемы никакой нету. Напроситься, встать в график и провести несколько студенческих лабораторий, хакатонов, мастерских, семинаров, чего угодно, да, очно с коллегами. Мы всегда можем подключиться, безусловно, в онлайне. Консультации в онлайне проводить очень комфортно, и мы поняли, что это нисколько не уступает оффлайну. Мы такую практику ведем, ведение открытых публичных консультаций, когда все в Zoom, все друг друга слышат, но на проблемах и ошибках и косяках друг друга, которые всегда имеют общий для всех важный характер, мы учимся, и каждый правит свою заявку. Поэтому такое можно делать. Есть некоторый синдром, конечно, такого заезжего князя, когда нам прикольно пообщаться с экспертами с других регионов, такой свежий взгляд. Поэтому вот виртуальный подход позволяет это делать, ну, в общем, честно говоря, безвозмездно и сколь угодно часто. Еще важно, мы сегодня с проректорами тоже об этом говорили, ведь мы говорим, что когда мы говорим про гранты, мы понимаем, что это один вообще из ресурсов. Да? То есть когда я у себя поискал, у команды поискал товары, услуги, подходил по бюджетникам, сходил к депутатам, сходил во власть, написал в федерацию, ешкин кот, мне уже грант не нужен, у меня уже ресурсов выше крыши на то, что я собирался делать. Поэтому гранты нас, в общем-то, мотивируют в самом крайнем случае, да, просто осваивать эту проектную историю, проектное мышление, делать все проектно, не делать все просто так. Поэтому мы, в общем-то, не про гранты, да, конечно, транслируем. Мы видим в вас агентов коммуникации, агентов информации, которые будут, в принципе, говорить о реализации проектов, которые будут, в принципе, рекомендовать, популяризировать, делать не дипломы ради дипломов и оценки и зачета, да, а делать проекты, которые реально будут каждый год, да, карьерно тебя взращивать, опытно формировать портфолио, рассказывать об этих возможностях форумных, не обязательно там получать гранты, вообще не надо защищать проект, да. Поэтому мы-то, конечно, про реальные аспекты, которые дают, да. Ну, а грант – это один из 100-500 возможностей. Просто вот когда уже говоришь, что форум круто, что там ребята со всей страны, что там тусовка, мерч, посиделки, Черное море, но вот если это все не мотивирует, остается только сказать, что полтора миллиона на карточку и делай ничего хочешь, да, то, что предложил. Ну, как бы это вот просто крайняя мера, да, чем еще можно смотивировать ребят, но это точно не панацея, да, точно не панацея, потому что эта картина гораздо шире. Вот. Так что я это стал рассказывать к тому, что плохо, когда мы ждем объявления форумной кампании или мы ждем объявления грантового конкурса, в феврале Росмолодежи, и говорим, ну вот тогда в январе мы проведем семинар со студентами, за месяц напишем проектные заявки, подкрепим письма и подадим. Но на самом-то деле мы же не на гранты работаем. У нас же не KPI министерства, у нас же не палки в статистике. Да? Нам-то важно, чтобы мышление менялось, сознание менялось, чтобы мы успевали в той скорости, которая сегодня есть. Вот нам почему важно, чтобы эта проектная голова появилась у всех первоклассников нашей страны. Поэтому есть смысл сегодня, сейчас собирать чатики, объединять сообщества, приглашать ресурсный центр и проводить какие-то маленькие кучки, маленькие лаборатории, мастерские для тех, кто уже хочет. И потом, когда будет объявлен конкурс, вам просто нужно будет нажать кнопку и просто подсобраться. Это куда эффективней. Потому что как только вы будете работать под конкурс, под гранты, ведь это же будет всем видно, это же очевидно нашей аудитории, это же очевидно нашим друзьям, приятелям, студентам, ровесникам, это же подмена истины. Потому что мы будем иначе сами говорить, что да, важно просто проектно жить, мыслить и работать, при этом будем работать под гранты. Ну, это же фальсификация. Все это почувствуют, это будет неправда, не органика, и ничего из этого не выйдет. Вот, поэтому есть смысл этим жить, заниматься постоянно, потому что это просто круто и дает нам хорошие, эффективные результаты. Ну, а конкурсы заодно. Вот.
У меня будет вопрос такой относительно экспертизы и экспертной оценки. Да? Грант, все-таки получение гранта зависит в большей степени, ну, в большей степени от составителей гранта, да, от грантополучателя, от того, как они напишут заявку, и не в наименьшей степени от экспертов. И вопрос относительно экспертной оценки, насколько бывают экспертные оценки субъективными, и есть ли такая какая-нибудь объективная таблица, по которой мы можем примерить свой проект, да, оценить формально, по формальным, возможно, обстоятельствам, да, пройдет ли, не пройдет мой проект экспертизу. И вы говорили относительно ответственности экспертов за поддержанный им проект. Вот немного об этом, пожалуйста. Ответственность, она очень формальная. На самом деле это тоже прелестная экосистема. В стране несколько сот экспертов Росмолодежи, которые действуют безвозмездно, транслируя, информируя, да, передавая эту информацию, занимаясь просветительскими какими-то встречами. Вот, поэтому эта ответственность самая страшная. Тебе за нее никто не платит, и тебе за нее ничего не грозит. Это просто сделка со своей совестью. Рекомендовать что-то некачественное очень сложно. Я вам должен сказать честно, нас пишут, не знаю, можно ли такие вещи говорить, но когда происходит экспертиза на очных форумах, ну вот очень часто бывает ситуация, что выделен фонд больше, проектов много, а вот ну, никто не может решиться этот фонд весь исчерпать. Ну, то есть у нас 5 миллионов, ну, проектов, грубо там на 2 миллиона есть, ну вот жалко, еще 3 пропадает, хочется же поддержать, да, а вот ну некого. А вот ну некого поддержать. Остальное все очень формально, все очень слабо, все ради гранта, а не ради жизни и реальных изменений. Поэтому я вам очень честно говорил про то, что возможностей больше и денег больше, чем качественных проектов, которые на этот бюджет претендуют. А что касается субъективности, это интересная история. Тут есть, конечно, некоторый лайфхак. Да? Во-первых, любой, конечно, конкурс и любая экспертиза, она всегда субъективная. Будь это оперный конкурс международный, будь это защита диссертации, экзамен или конкурс проектов, да, грантовый. Всегда, конечно, нотка субъективности есть. Но вот несколько лет назад, когда мы проводили какие-то встречи, я всегда рекомендовал коллегам, когда приступаем к написанию проектной заявки, обычно что? Все смотрят презентацию, как ее написать, и скачивают методичку, да, по заполнению заявки. Мы всегда советовали в какой-то момент найдите в интернете у экспертов по-тихому, попросите, купите методичку эксперта по оценке молодежных проектов этого года. Вот в прошлом году обе методички стали абсолютно доступны в этом разделе «Гранты в Молодежь России». Это очень полезно. Я вам клянусь, по своему опыту. Я ведь тоже сначала писал, выигрывал и не выигрывал. Потом, когда был вынужден оценивать и посмотреть, наконец, методичку эксперта, я очень много чего увидел, где я промахивался по формальным вещам, просто потому что об этом не думал и не знал. Так вот, кажется иногда, что это эксперты такие нехорошие люди в силу своего бескультурия, низкой компетенции, им не понравилось, они нас не любят и все. На самом деле методичка эксперта не позволяет эксперту довольно вольно разбрасываться баллами, когда он оценивает проект. У эксперта есть четкая градация. Если 10-бальная система, то 1-3 если, и некоторые критерии 4-6 если, 7 если, 9-9, 9-10 если космос. И описано, какой космос должен быть по каждому, например, из 10 критериев оценки проектов Росмолодежью. Поэтому, когда ты видишь, насколько скрупулезная методика, ты понимаешь, это не человек плохой, это, возможно, отсутствие каких-то, да, выполненных критериев не позволило ему поставить в этом критерии мне другой балл. И просто они очень неформальные, эти критерии экспертные. Ну, например, многие сетуют, что ну вот про информационную открытость, да, про информацию обо мне в интернете. Ну я же уже и сайт сделал проекта, вроде соцсети завел. Также объявили конкурс в феврале, я в январе завел сайт, быстро сделал на тильде, быстро соцсети завел, и видно, что только что, и даже их оформил, аватарку сделал. Почему же такой низкий балл за эту открытость информационную? И кажется, что эксперт ничего не понял, значит, не посмотрел. А на самом деле, если читаю методичку экспертизы, я понимаю, что можно поставить там 1-3, если это просто есть. Условно, да, говорю, там 4-6, если это есть, и там есть регулярно обновляемая новостная лента.
Там 7.8, если есть лента, но есть информация о руководителях, о программах, о кураторах, и вообще есть реально представленное сообщество, которое активно участвует в жизни этой социальной сети. То есть есть ответы, лайки, контенты, бла-бла-бла. И ты понимаешь, что ешкин кот. Оказывается, мало просто было зарегить, открыть, нагнать туда 1000 ботов, да, и поставить дизайнерскую обложку. Оказывается, не по формальным признакам эксперт это все читал. Многие говорят, что ну вот про нас столько публикаций в сети, почему же эксперт не увидел эти публикации и поставил нам такую низкую открытость информационную нашего проекта либо организации. Так страна-то огромная. Представляете, сколько про всех нас 150 миллионов человек в интернете информации, в том числе публикации в СМИ, например. Очень много. И если так написано в методичке, если информацию невозможно извлечь открытым способом в поисковиках, не написано в каких, невозможно извлечь, то мы можем поставить только низкий балл. То есть про вас могут писать газеты, могут снимать про вас телевидение, репортажи, но если поисковик, если окей, Google, да, по вашей имя, фамилии, название проекта не находит вас, то эксперту как приснится, да, что это вообще есть? Поэтому, если вы к проектной заявке не прикрепите дайджест публикации, да, или в презентации это все не развернете, или какой-то дополнительным документом, справкой не расскажете, что вообще-то про вас давно пишут, и у вас хорошая репутация, и вам можно доверять такие деньги, у вас большой опыт, то никому не приснится, и вам поставят низкий балл. Поэтому вот лайфхак такой, что очень полезно взять методичку именно по экспертизе проекта и пройтись просто по этой методичке. Очень много формальных критериев вы сразу закроете. Ну, вплоть до названия проекта. Тебе кажется, ой, какой креатив. Да, ну даже к нему есть все-таки, да, должна быть преамбула, из названия должна быть понятна специфика деятельности. Если нет названия в кавычках, это тоже плохо, в соцсетях его не найдут, нужно какой-то хэштег. В общем, есть тонкости, которые именно методика экспертизы помогает тебе иметь в виду. А так, конечно, это лотерея. Второй лайфхак еще есть. Учитывая, что экспертов много, и ты никогда не знаешь, какой эксперт будет тебя экспертировать, тут есть одна только логика. Чем у большего количества экспертов перед подачей заявки ты проконсультируешься, получишь их замечания, рекомендации, тем больше шансов, что в среднем по экспертной больнице, да, ты попадешь в какую-то среднюю точку. Поэтому вот как раз виртуальные консультации, они позволяют пообщаться с большим количеством экспертов. Один одно увидит, второй одно, да, вот все субъективные вещи какие-то будут всплывать. И вот тогда ты можешь прийти к общему знаменателю и быть более уверен, что разные эксперты из разных отраслей, разного возраста, из разных регионов посмотрели на твою инициативу и причесать свой проект уже под эти замечания. Вот. Если позволите, я еще задам вопрос относительно финансирования. Да? В грантовых конкурсах, по крайней мере, в научных и в социальных грантах тоже, наверное, так и делается, подразумевается наличие софинансирования. В таком случае, какие вы нам советы дадите и где искать это софинансирование? И можно ли в качестве софинансирования прописать не сколько в денежном эквиваленте сумму, да, а сколько вы прописать в денежном эквиваленте свой труд, возможно. Да, вот когда я выше говорил про поиск ресурсов, да, это важная матрица. Вот на самом деле на этапе в заявке описания ресурсов рушится большинство проектов. Это правда. Потому что обычно все говорят, какой продукт они будут делать, буду проводить форум, его обсчитывают в смете, и это все просят у грантодателя. Вот мне нужно на это 3 миллиона. На самом деле наличие партнеров в виде команды, бюджетников, депутатов, органов власти лучше любой статистики, аналитики подтверждают, что ваш проект на земле для этих людей действительно нужен. Потому что если за вас вписалась команда, это какие-то странные физические люди, которые живут с вами в этом месте или учатся с вами в вузе, им-то это зачем? Ну ладно вы это придумали, но им-то зачем? Если у вас есть реальных человек 5 команды, и мы видим их портреты в соцсетях, видим их CV-шки, что они сделали, какой опыт, компетенции, но это лучше любой статистики, аналитики и сфабрикованной, извините, там инфографики, да, по опросу подтвердить, что это правда нужно кому-то. Если за вас вписался в ВУЗ и готов предоставить площадку, ну, наверное, ерунде не будут предоставлять, скажут, нет, что-то вы не то делаете, да. Если вас поддержали бюджетники, а чтобы с чиновником, да, на одном языке поговорить, ну, надо с ним поговорить. Мы понимаем, что поддержка бюджетных организаций
Это тоже хорошо. Значит, вы реально помогаете бюджетникам работать, а не действуете параллельно, либо вообще с ними вредительствуете. Если вас поддерживают депутаты, ну, во-первых, ты до него достучись, да? Во-вторых, депутат какую-то чью-то самодеятельность, которая нужна только тому человеку, который ее делает, поддерживать не будет. Безусловно, вот наличие этих партнеров, которые приносят товары и услуги, то есть ресурсы, да, на реализацию вашего продукта, вашего проекта, они лучше любой статистики, лучше любых слов, доказательств, базы, формальных писем подтверждают любому эксперту, что это правда реальное дело, это правда решает, помогает, и за этим стоят люди, то есть проект правда является социальным. Поэтому, если вы вот честно отрабатываете эту историю, во-первых, вы получаете очередь из партнеров, во-вторых, вы получаете очередь из сообщества целевой аудитории, которые к вам придут на это мероприятие, и вас уже вообще все знают. Поэтому дальше есть технология. Как мне это софинансирование просто посчитать, указать проектные заявки. Я перевожу в денежный эквивалент все ресурсы, товары, услуги, которые партнеры мне дают. Добровольцев я могу посчитать. У Минэкономразвития есть стоимость волонтеров в час в каждом регионе. Да? Мне автобус дает ВУЗ, я могу посчитать. Час автобус сколько-то стоит, ВУЗ мне дает его на столько-то часов. Я получил бесплатно для проведения мероприятия зал ученого совета, я могу посчитать, сколько аналогичной площади зал конференц в городе стоит, и это да. Почему это так? Просто потому, что это так формально, мы так договорились. Ну как-то надо оценивать софинансирование, ну решили так. Вот. Но вы же ученые люди, вы же понимаете, что проект – это же не какие-то бабушкинские истории, да? Проект – это же технология. Есть agile, есть бирюза, есть куча всего, про это написано столько программ, да, заканчиваем. Более того, Российская Федерация есть ГОСТ, госстандарт, что такое проектная деятельность. Поэтому, ну, вот такая технология подсчета софинансирования, ни больше, ни меньше. Поэтому, если вы честно отрабатываете проект, честно ищете партнеров, потому что хотите качественно отработать, у вас софинансирования не быть не может. Вытекает следующий вопрос. Ну, получается, у нас с вами такой диалог относительно вот соотнесенности, да. У нас, например, в научных грантах говорится о том, что если вы хотите получить грант в размере скольки-то миллионов, то вы должны привлечь в качестве софинансирования из этой суммы сколько-то процентов минимум. А есть ли такие требования и как оценивается этот момент? Да, можно Критерии тоже какие? всегда подсмотреть, извините, что перебиваю, нас торопит заканчивать. Можно посмотреть методику оценки, экспертную методичку посмотреть. Мы, как правило, в среднем по стране во всех конкурсах, если у тебя 50 на 50, то у тебя всегда высший балл. Если софинансирование грамотно рассчитано, честно указано, реальные цены указаны. Нет смысла считать софинансирование, аренду в Горном Улусе какого-то помещения по расценкам Москвы, да, если все честно рассчитано. Поэтому 30 к 50 – это тоже уже довольно хороший, крепкий показатель. Все, Надежда Моисеевна сбежала, и я сразу потерял руку на пульсе. Надежда Моисеевна, нужно заканчивать, да, вы мне говорили? Да? Что у нас дальше по плану? Что-то еще, да? Мы завершаем, но в завершении я бы хотела сказать, что вы можете прийти к нам. Я телефоны, все социальные сети, сайт нашего ресурсного центра передам Анне, и ее задача, конечно, теперь уже она уже стала агентом нашего влияния, информации, единого ресурсного центра, и она передаст вам всю эту информацию, и абсолютно верно, вы можете к нам приходить, потому что я по выходным чаще всего меня приглашают волонтеры-медики, и мы с ними проектируем, они отправляют свои заявки на конкурсы, и они сейчас параллельно уже сидят у Жанны Александровны Котовой, у нашего второго эксперта, уже с готовым своим проектом, и их показывают. Вот. И я хочу завершить как бы нашу сегодняшнюю встречу с небольшим роликом нашего резидента-амбассадора. Буквально 40 секунд длится ролик. Я думаю, что на это вы выдержите, так скажу, да, в горячей такой обстановке. На грани, но 40 секунд, я думаю, что это для вдохновения и для понимания, для чего мы сегодня с вами собрались. Сейчас нам, да, с Инстаграма, это, еще раз повторю, я не говорила, это Лиза Долгунова, которая вот как раз-таки пришла к нам, узнала, что есть такой единый ресурсный центр, что он занимается социальным проектированием, она к нам пришла,
входила к нам несколько дней, упаковала свой проект, уже с готовым проектом, роликом, она улетела на Тавриду в Крым и привезла с собой уже выигранный грант в размере 700 тысяч, 690 тысяч рублей. Вот. Пока коллеги ищут, я вам тоже уже по скриптам, да, какие-то прощальные вещи. Мы с вами вроде сегодня конкретикой никакой не говорили, да, потому что я понимаю, что вы и так эти проекты пишете, и проекты можете сами преподавать, потому что вы их изучали как науку. Информации же в интернете выше крыши, да, огромное количество видеоуроков, и они такие простые, они так хорошо сделаны, какое количество методичек презентаций, поэтому все технические вопросы вы точно найдете, и это просто, да, 3 секунды в телефоне. Я надеюсь, что какие-то вот именно смыслы философии, логики, да, наших действий мне хотелось передать. В этом прелесть таких неформальных редких встреч. Все остальное можно формально подчеркнуть в интернете. Если кого-то это правда цепанет, то в топе, да, каких-то образовательных штук по проектной деятельности, безусловно, фонд президентских грантов. На сайте ФПГ есть раздел обучения, где можно, правда, за вечер что-то досвоить. Урок длится 12 минут видео. Это очень просто, очень доступно. За неделю можно еще больше. Еще и сертификат получить. Вот. Ну и также там добровольцы.ру, да, если кто-то с добровольцами ближе, есть тоже образовалка по социальному проектированию, где тоже все довольно быстро, по-моему, за 2 часа весь курс можно пройти и все освоить и дальше написать. Мне кажется, что основная трагедия и беда, что о всех ресурсах, о которых мы сегодня говорили, и правда возможностях, мы просто очень мало знаем и знаем не вовремя. И если хоть что-то у вас где-то откликнулось, я думаю, что не могло не откликнуться, учитывая, что вы лидеры, что за вами есть сообщество, за вами есть приятели, за вами есть какие-то студенты, просто вот не как доп. Нагрузку, да, а вот так вот лайтово, но просто пописывайте хоть об этом, если услышали, да, сообщайте в соцсетях, кидайте в чатики, да, потому что по статистике это трагедия. Вот вообще про ресурсы Росмолодежи знают такой маленький процент про все эти гранты и форумы, да, что мы вас просим просто хотя бы транслировать, да, своим друзьям, приятелям, сообществом ваших некоммерческих объединений всю эту инфу. Этого будет достаточно. На самом деле все дальше можно сделать самим. Не нужно открывать проектных офисов, делать встречи, коворкинги. Все будет сами, все будет экосистемно, все вырастет, если просто об этом будут все знать. Мы можем смотреть уже, коллеги, нет? Да, это вот реальная история, вот как она вот сидит, вместе с нашими экспертами они отправляют вместе заявку, то есть мы помогаем прямо в упаковке проекта, прямо нажимали вместе кнопку, вот она перед экспертами Росмолодежи защищает, демонстрирует свое ремесло, что она этим виртуозно владеет, вот уже ее награждает на сцене, вот самая вот такая кульминация, победа, счастье, азарта, и вот да, буквально уже вручение о том, что она выиграла грант. Это вот в Тавриде в мае, то есть это уникальная возможность. Уникальная, но такая близкая. Да, нам, наверное, пора заканчивать. Давайте Да, мы, наверное, да. официально вместе закончим, но можем пообщаться еще чуть-чуть лично, наверное, кулуарно, чтобы это было Аня, хочу комфортно. обратиться. Алиса Савин сейчас Долгунова у нас в университете работает. Как-нибудь можно с ней и встречу организовать насчет Конечно. его Да, опыта. конечно, давайте. Ага. Да, Ну, отличная давайте, идея. может, на память общие фотографии сделаем.
Не знаю, давайте, Фотографирование, если давайте, нужно. вот. Давайте, давайте. Ага, давайте, Кучкуемся. ребята, встанем, кучкуемся. Маски наденьте, пожалуйста, Ну медицинские. вот, на самом интересном месте.